Приветствую зрителей национальной вещательной компании «Саха», телеканала «Якутия-24» и радиослушателей «Радио ТТ». Вы смотрите первый в истории отчет правительства Республики Саха-Якутия в прямом эфире. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить главных действующих лиц сегодняшнего эфира. Итак, председатель правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов. Здравствуйте. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Засимович Колодезников. И заместители председателя правительства Республики Саха-Якутия это Кирилл Евгеньевич Бычков. Добрый день. Денис Георгиевич Белозеров. Здравствуйте. И Ольга Валерьевна Балабкина. Здравствуйте. Еще раз всех вас приветствую. Также в нашей студии находятся министры республики. Они также будут принимать самое активное и прямое участие в нашем эфире. А сейчас, уважаемые телезрители, позвольте рассказать вам о формате нашей программы. В первой части эфира руководители, сидящие за этим столом, коротко расскажут об итогах работы за 2018 год, каждый по своим отраслям, секторам и направлениям, за которые они отвечают. Затем во второй части программы будут члены Кабинета министров отвечать на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Специально для этого мы организовали работу колл-центра. Вы можете дозвониться по номеру телефона 32 01 11 и задать свой вопрос членам Кабинета министров Республики Саха-Якутия. Повторю еще раз, 32 01 11. Кроме того, на нашу электронную почту мы принимаем видеозвонки nvk-news mail @mail.ru, видеозвонки. Итак, позвольте начать. Первый отчет правительства Республики Саха-Якутия за 2018 год в прямом эфире. Слово предоставляю Владимиру Викторовичу Солодову, премьер-министру республики. Пожалуйста. Уважаемые телезрители, я рад приветствовать вас на первом прямом эфире отчета правительства Республики Саха-Якутия об итогах нашей деятельности в 2018 году. Традиционно мы начинаем наш год со встречи с нашими гражданами, с выездов в районы, в каждый населенный пункт. Сегодня такой формат будет проходить уже в 21 раз. При этом впервые мы решили его начать именно с прямого диалога, с ваших вопросов, потому что именно то, что волнует вас, и является главными целями для работы правительства. Именно этим мы будем руководствоваться в нашей работе в 2019 году. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о том, что мы достигли в 2018 году, поделимся нашими главными планами на 2019 год. Выезды рабочих групп правительства начнутся уже со следующей недели, и, как я уже сказал, они пройдут в каждом населенном пункте нашей республики. 2018 год был во многом поворотным, он запомнится нам надолго. В первую очередь это связано со значимыми политическими событиями, которые прошли в 2018 году. В марте прошли выборы президента Российской Федерации. Мы выбрали Владимира Путина на данный пост. А в сентябре мы в республике выбрали нашего лидера, главу республики Айсена Сергеевича Николаева, который при вступлении в должность призвал нас всех смело идти вперед к достижению лидирующих позиций Республики Саха-Якутия среди регионов России. И надо сказать, что многое в 2018 году в этом направлении уже было сделано. Было сделано для достижения нашей главной цели – обеспечения благосостояния наших граждан, которое, конечно, основывается на росте экономики. В 2018 году впервые валовый региональный продукт Республики Саха-Якутия превысил 1 триллион рублей, и мы укрепили нашу позицию лидера среди Дальневосточного федерального округа по экономическому росту. Целый ряд рекордов, поставленных в наших базовых ключевых отраслях экономики, в добыче угля, золота, нефти. Что не менее важно, мы сформировали систему, которая должна позволить нам построить новую перерабатывающую несырьевую экономику, основанную на использовании максимальным возможностей и компетенций наших граждан. 2018 год запомнится нам также рядом памятных событий. Лично для меня главным из них стало 125-летие Платона Юнского, одного из основателей государственности Якутии. Мы переименовали, назвали его именем аэропорт города Якутска, и с большим успехом прошло чествование в виде шоу «Триумфа Юнского». Эти и другие вопросы мы сегодня затронем в нашем разговоре, ну и будем ждать ваши вопросы в прямом эфире, на которые все дадим
подробный развернутый ответ. Сегодня со мной за столом сидят все заместители председателя правительства, за исключением Алексея Александровича Стручкова, который прямо в эти минуты во Владивостоке возглавляет рабочую группу Республики Саха-Якутия и работает над текстом национальной программы по развитию Дальнего Востока. Мы уверены, что те предложения, которые вы направляли по данную программу, войдут в нее, и благодаря нашей совместной работе в сентябре она будет утверждена президентом Российской Федерации, и мы начнем ее реализацию уже в этом году. Предлагаю считать отчет правительства Республики Саха-Якутия стартовавшим. Спасибо. Что ж, уважаемые телезрители, начинаем. Предлагаю начать первую часть нашего эфира с просмотра видеосюжета, подготовленного коллегами из канала «Якутия-24». Внимание на экран. В Республике Саха-Якутия 2018 год был объявлен годом содействия занятости населения и ознаменован мероприятиями, направленными на трудоустройство безработных, повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда, профориентации молодежи, стимулированию спроса работодателей на рынке труда. Мероприятиями активной политики занятости было охвачено 25 300 человек. Результатом проведения года содействия занятости в республике является снижение численности зарегистрированных безработных на 17,1%, увеличение количества вакансий на 29%, повышение средней заработной платы вакансий с 38 до 46 тысяч рублей, а также снижение высвобождения работников на 15,3%. В рамках проведения года занятости расширен масштаб реализации проекта «Местные кадры в промышленность». Количество промышленных компаний-участников проекта увеличено с 5 до 20. В рамках проекта трудоустроено 6 тысяч человек и прошли стажировку 289 человек. На примере Намского района запущен проект «Занятость в селе», в рамках которого трудоустроено 637 человек. Повысили квалификацию 166 незанятых жителей района, создано 53 новых рабочих места в малом бизнесе. Одним из значимых событий стало принятие стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Стратегией определена генеральная цель республики – стать лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Результатом последовательной экономической политики правительства Республики Саха-Якутия по итогам 2018 года стали темпы роста основных макроэкономических показателей, опережающие средний российский уровень. Рост валового регионального продукта впервые превысил отметку в 1 триллион рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5%. Объем инвестиций вырос на 4,1% и составил 410,7 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства продемонстрировал максимальный рост за последние 6 лет и составил 108,2%. Развитие ключевых инвестиционных проектов топливного комплекса позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и угля, которые достигли 17,5 миллионов тонн угля и 12 миллионов тонн нефти. В 2018 году были введены в эксплуатацию знаковые объекты промышленности. В апреле открыта угольная горнообогатительная фабрика «Денисовская». В июне получено первое серебро на месторождении «Вертикальное». В сентябре введен в эксплуатацию золотодобывающий рудник «Гросс». В конце октября 2018 года состоялся торжественный запуск начала добычи алмазов Верхнемунского месторождения. Сохраняется положительная динамика в сельском хозяйстве. Валовая продукция оценивается в 26,3 миллиардов рублей, что на 3,3% выше уровня прошлого года. В 2018 году в государственный бюджет республики поступило 219,1 миллиардов рублей доходов, что на 5,1% выше уровня 2017 года. Исполнение расходов государственного бюджета составило 208,9 миллиардов рублей. В рамках реализации программы поддержки местных инициатив из 409 муниципальных поселений решение об участии в проекте приняли 376 муниципальных образований. Общая стоимость проектов, прошедших конкурсный отбор, составила 694,3 миллиона рублей. Признанием успехов в
в республике в области инициативного бюджетирования стала победа в международном конкурсе на лучшую практику участия граждан, проходившем в городе Барселона. В рамках реализации майских указов президента России достигнуты плановые индикаторы заработной платы по целевым категориям работников бюджетной сферы, медицинскому персоналу, библиотекарям, работникам науки и музеев. Территории опережающего развития индустриальный парк Кангаласы и Южная Якутия стали одним из эффективных инструментов реализации инвестиционной политики. По итогам 2018 года в обоих торах проинвестировано резидентами более 10,6 миллиардов рублей и создано 2,8 тысяч рабочих мест. На сегодня общее число резидентов достигло 29 компаний, объем инвестиций более 108 миллиардов рублей, количество рабочих мест более 7,5 тысяч. Результативным для республики стало участие в работе Восточного экономического форума. В рамках ВЭФ подписано 32 соглашения с максимальным потенциальным эффектом 107 миллиардов рублей в сфере возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и экологии. Последовательно проводится работа по разработке и введению в эксплуатацию электронных сервисов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Создана единая информационно-технологическая платформа электронного правительства, мобильное приложение по сверке очереди и зачислению детей в детские сады, реализована электронная запись через портал edefis-yakutia.ru на получение лицензии на добычу охотничьих животных в республике. Выпущена первая интерактивная книга «Мой малыш», включающая в себя всю необходимую информацию по оформлению первых документов малыша, пособий и иных услуг. Владимир Викторович, как мы увидели, растут доходы бюджета республики, растут основные показатели в экономике, видны и другие успехи и достижения. Однако очевидно, что остаются нерешенные вопросы и проблемы, которые напрямую волнуют наше население. Что вы скажете на этот счет? Ну, вы абсолютно правы, нам очень много предстоит сделать. Если и мои коллеги раскроют это в сегодняшних выступлениях и ответах на вопросы. Если говорить о главном, на мой взгляд, на чем нужно сфокусироваться в 2019 году, это создать условия для того, чтобы тот экономический рост, который у нас в республике присутствует, трансформировался в рост доходов граждан. К сожалению, до сих пор уровень бедности у нас находится на запредельно высоком уровне. И по этому показателю мы не можем похвастаться такими же хорошими результатами, как по росту экономики. Что нам нужно сделать, чтобы рост бедности у нас планомерно снижался? Я бы выделил три основные момента, три рецепта. Первое – это продолжить и усилить ту работу, которая проводится по трудоустройству наших граждан на промышленных предприятиях. Мы уже слышали, что тысячи наших граждан, проживающих в республике Саха-Якутия, работают на высокооплачиваемых, высококвалифицированных рабочих местах, которые создаются промышленными предприятиями. Мы планируем усиливать эту работу и создавать условия по дальнейшему вовлечению жителей наших районов в трудоустройство в этих предприятиях. Второе, мы знаем, что бедность связана с наиболее уязвимыми категориями населения. К ним относятся семьи с детьми, к ним относятся жители, проживающие в сельской местности, к ним относятся пенсионеры. Нам важно, чтобы те меры поддержки, которые мы активно реализуем в правительстве, были сфокусированы именно на этих категориях населения, чтобы они носили адресный характер, и те средства, которые мы направляем на поддержку наших граждан, доходили до тех категорий, которые более в них нуждаются. Именно на этом мы будем фокусироваться в 2019 году. Ну и третий момент, который я бы хотел отметить, это, конечно, волнующий всех наших граждан рост цен на продукты, питание первой необходимости. Особенно он заметен и большой вклад в снижение уровня благосостояния оказывает в северных арктических районах. Мы всерьез уже озаботились этой темой. Сейчас проводится реформирование системы поставок продуктов питания и продуктов первой необходимости в арктические и северные районы. И мною поставлена задача уже в 2019 году обеспечить снижение цен на продовольствие в арктических и северных районах на 5-6 рублей, а по некоторым категориям продуктов до 10 рублей. Именно такие задачи поставлены перед руководством наших структур, которые занимаются поставкой продовольственных продуктов в районы Крайнего Севера. Я уверен, что уже в 2019 году жители этих районов почувствуют изменения к лучшему.
Благодарю вас. Сейчас перейдем к просмотру и обсуждению итогов работы в других отраслях и сферах. Видеосюжет вашему вниманию. Северный завоз. Для нужд жизнеобеспечения республики доставлено 1 миллион 254,8 тысяч тонн или 106,4% от плана. Все запланированные объемы в период навигации доставлены до пунктов назначения и перевалочных пунктов. Выполнен план завоза грузов по арктическим рекам. Доставлено 381,2 тысячи тонн жизнеобеспечивающих грузов. Выполнено 101,3% от плана. В 2018 году Республикой Саха-Якутия, компанией «Русгидро» и в сотрудничестве с японскими компаниями реализован проект строительства ветропарка в поселке Тикси. Установка ВЭУ является первым этапом реализации проекта строительства ветродизельного комплекса в поселке Тикси. Развитие Северного морского пути – это приоритетная задача транспортной стратегии России. Для Якутии водный транспорт в большинстве районов остается безальтернативным видом сообщения. Объем работ оценивается в сумму 2 миллиарда 510 миллионов рублей. Наводнение 2018 года, восстановительные работы, помощь федерального центра. Паводковая ситуация на территории республики 14 мая 2018 года признана как чрезвычайная ситуация федерального уровня. В зоне бедствия оказались 3128 дворовых территорий. Затоплено 1482 жилых дома, где проживают 5333 человека в 15 муниципальных районах и городском округе город Якутск. Из бюджета Российской Федерации выделено 937,6 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства Республики Саха-Якутия почти 450 миллионов рублей. В 2018 году организации по теплоснабжению ввели в эксплуатацию 22 новые и реконструированные котельные в городе Якутске, а также Амгинском, Татинском, Тампонском, Усть-Алданском и других районах Якутии. Впервые за 25 лет благодаря работе правительства республики в рамках реализации федерального приоритетного проекта по развитию санитарной авиации и льготного финансового лизинга авиакомпания «Полярные авиалинии» в 2017-2018 годах приобрела 5 вертолетов Ми-8, оснащенных современными медицинскими модулями. Расширение субсидированных авиарейсов. В 2018 году по субсидированным перевозкам пассажиров воздушным транспортом перевезено более 134 тысяч пассажиров. В перечень субсидируемых маршрутов включены новые направления. Дополнительно в категорию пассажиров включены многодетные родители. Установлен круглогодичный период льготных авиаперевозок с 1 января по 31 декабря. По специальным тарифам рейсы будут выполнять сторонние авиаперевозчики Ир Аэро, Ангара, Сибирь, Руслайн. Завершение строительства железной дороги Беркакит-Томот-Якутск. В техническом и технологическом плане объекты железнодорожной линии готовы к открытию грузового и пассажирского движения. 24 декабря 2018 года подписан акт о завершении строительства железной дороги. В течение первого полугодия 2019 года будут проведены организационные мероприятия для ввода объекта в постоянную эксплуатацию. Начало же пассажирского движения на участке запланировано в третьем квартале 2019 года. 17 миллиардов на региональные дороги Якутии и 3 миллиарда рублей на дороги Якутска. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году планируется приведение в нормативное состояние 134 километров региональных дорог. Жатайская судоверфь. Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи отмечено в госпрограмме Российской Федерации «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации». Федеральное финансирование составляет 4 миллиарда 106,2 миллионов рублей. Республиканское через Корпорацию развития Республики Саха-Якутия 750 миллионов рублей. Открытие Верхнемунского месторождения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ввел в эксплуатацию Верхнемунское алмазное месторождение. По итогам года объем добычи алмазов составил 33,1 миллиона каратов или 3,27 миллиардов долларов США. Рост добычи
добычи нефти, угля и золота. Осуществлен запуск в эксплуатацию месторождения Гроз. Начата опытно-промышленная эксплуатация месторождения серебра «Вертикальное» в Кобяйском районе. Введенные в эксплуатацию золоторудные месторождения обеспечили объем добычи драгоценных металлов в республике до 28,5 тонн золота и 80 тонн серебра. Состоялся технический запуск промышленной добычи нефти в Среднебатуабинском нефтегазоконденсатном месторождении Мирнинского района. До конца года на территории Республика Саха-Якутия планируется добыть 12 миллионов 33,2 тысячи тонн нефти. Газификация населенных пунктов. В 2018 году в рамках подпрограммы газификации построено 26,49 километров газопроводов. Газифицировано 730 жилых домов. С 1 января 2019 года оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами осуществляется в центральной, южной, западной и центрально-восточной зоне. В арктической северной зоне будет не позднее 31 марта 2019 года. Тарифы на твердые коммунальные отходы утверждены отдельно для каждой зоны деятельности региональных операторов. О программе реконструкции объектов водоподготовки городского округа город Якутск. В 2012 году распоряжением правительства Республики Саха-Якутия номер 354-Р утверждена программа реконструкции объектов водоподготовки города Якутска. В 2018 году завершено строительство водозаборных сооружений. 4 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие водозаборных и водоочистных сооружений города Якутска. 24 декабря 2018 года объект запущен по полной технологической схеме. Алексей Засимович, вопрос к вам. Большое развитие республики должна принести железная дорога. Тема была показана в нашем видеосюжете. Я уверен, вопрос, интересующий многих жителей республики: когда начнется пассажирская перевозка со станции Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском улусе? Обеспечение транспортной доступности – это особо важная задача, которую решает правительство Республики Саха-Якутия. В прошлом году, 24 декабря, был подписан акт по пусковому комплексу железной дороги Томот-Нижний Бестях. Мы уже в августе месяце этого года планируем запустить пассажирские перевозки. Это очень важно с учетом того, что все-таки обеспечение пассажирских перевозок это будет и дешевле, в первую очередь, и во-вторых, возможность наших граждан уже использовать другой вид транспорта. По пассажирским перевозкам мы в августе планируем, а по грузовым перевозкам это будет уже в первом полугодии. Спасибо. Ну что ж, очередной сюжет, подготовленный коллегами. Сейчас мы готовы вам показать. Внимание на экран. В 2018 году завершены мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Ликвидировано 490 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Расселено 29 736 граждан на сумму 29 миллиардов рублей. Также в 2018 году за счет средств государственного бюджета республики и средств муниципальных образований успешно реализован пилотный проект по переселению граждан из аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года. Расселено 226 граждан из порядка 4000 квадратных метров аварийного фонда в 7 муниципальных образованиях на сумму 220 миллионов рублей. С 2019 года в республике начнется второй этап ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. До 2024 года планируется ликвидировать 920 тысяч квадратных метров на сумму 61 миллиард рублей. С помощью государственной поддержки улучшены жилищные условия 425 молодых семей, 570 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 134 семей граждан отдельных категорий, предоставлены социальные выплаты 57 семьям педагогов и медиков, выехавших в северные и арктические районы. Выдана субсидия жилищно-строительным кооперативам на завершение
выявление 3 объектов, обманутых застройщиками дольщиков. Для сохранения лидирующих позиций в отрасли информационных технологий в Российской Федерации и открытия новых несырьевых рынков в декабре 2018 года открыт первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий IT-парк. Парк призван обеспечить максимально благоприятные условия для стартапов и развивающихся IT-компаний. На этапах проектирования, создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок компаниям-резидентам предоставляются все необходимые для работы услуги, начиная с оборудования и заканчивая сопровождением проектов. В течение 2018 года реализованы крупные инфраструктурные проекты по обеспечению населения республики высокоскоростным интернетом. Построены волоконно-оптические линии связи порядка 2000 километров по направлениям Мирный, Сунтар-Нюрба, Верхневилюйск-Вилюйск, Вилюйский экспресс и Якутск-Ергелях, Хангор-Бие, Новая Кальвица, Сангар, Кобяйский экспресс. В декабре 2018 года под руководством главы республики Айсена Сергеевича Николаева состоялся официальный визит делегации Республики Саха-Якутия в Японию. В рамках визита обсуждены вопросы строительства моста через реку Лену, оснащения онко- и кардиодиспансеров японским оборудованием, организации прямых авиарейсов Якутск-Токио. В ходе деловой программы проведены встречи и достигнуты договоренности с руководством банка Хоккайдо, министром экономики, промышленности и торговли Японии Секо Хиросига, японским банком для международного сотрудничества J-BIC, руководством корпорации Мицуи. В октябре 2018 года республика впервые избрана председателем Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии на 2019-2020 годы, а также вступила во Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти», что позволит принять участие в глобальном процессе обмена и внедрения успешного опыта по реализации проектов развития территорий в интересах их жителей. Создаются новые условия поддержки инфраструктуры предпринимательства. Так, в 2018 году создано акционерное общество «Региональная лизинговая компания Республики Саха-Якутия». Компания стала важным инструментом государственной поддержки малого бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. Впервые в городе Якутске проведен федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», который разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учебе в службе занятости. В 2018 году продолжена работа по реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в социальной сфере и концессионных соглашений в сфере коммунальной инфраструктуры. По итогам проведенной работы в 2018 году введено в эксплуатацию 8 объектов образования, из них 4 детских сада, 2 объекта общего образования и 2 объекта дополнительного образования. Библиотека мощностью на 130 тысяч томов и детский центр творчества с концертным залом на 300 мест. Кирилл Евгеньевич, обращаюсь к вам. По итогам 2018 года, как мы увидели, показаны сильные результаты по строительству объектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства ГЧП. Какие проекты планируется реализовать, крупные проекты в текущем году и в дальнейшем в целом? Ну, действительно, 2018 год для нас был таким очень показательным периодом. Было введено 8 объектов. Это в основном объекты образования, 4 детских сада, как же было сказано, 2 школы крупные и 2 объекта дополнительного образования. В 2019 году мы не планируем снижать темпы, наоборот, будем наращивать, причем упор и акцент будет сделан на районы. Это не только Якутск, это будет много районных объектов. Плюс мы к этому добавим объекты здравоохранения в формате ГЧП. Плюс к этому добавится не менее 5 объектов коммунальной инфраструктуры и ЖКХ, что, в общем-то, достаточно важно и востребовано нашими жителями. Ну, из знаковых таких объектов я назову, что будет завершено строительство Международной арктической школы в Сосновом Бору и будет построен универсальный центр культуры и современного искусства. Это такие объекты, которые также жителям очень важны и их давно ждали. Спасибо. Мы продолжаем и также переходим к не менее важным вопросам, к не менее важным направлениям. Внимание на экран.
Второй год подряд достигается прирост объема валовой продукции сельского хозяйства. 2018 год стал благоприятным для растениеводства. Посевная площадь сельхозкультур достигла 47,3 тысяч гектаров, что является максимальным показателем за последние 13 лет. Валовый сбор зерна увеличен в 1,7 раза, картофеля на 9,7%, овощей на 11,6%. Несмотря на низкий травостой, заготовлен достаточный объем кормов для зимовки. Заготовлено 468 тысяч тонн сена, увеличены объемы заготовки сочных кормов. В оборот вовлечено 3,5 тысячи гектаров выбывших земель, произведено лиманное орошение 11,4 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Проведены осушительные мероприятия по сбросу паводковых вод на площади 1,2 тысяч гектаров. 22 мая учрежден День Саилыка. Отмечена эффективная реализация программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств. За 4 года участниками программы стали 60 скотоводческих хозяйств, в том числе 15 крестьянских фермерских хозяйств. Введены в эксплуатацию 2 животноводческих комплекса общей мощностью 240 голов, 3 картофелехранилища на 1500 тонн, 2 модульных убойных цеха мощностью 10 голов в смену. Более 80 начинающих фермеров получили грант на общую сумму 174 миллиона рублей. Пострадавшим от паводка предоставлена компенсация в общем объеме 7,6 миллионов рублей. В результате системной работы с Минсельхозом России 3-й год подряд на развитие сельского хозяйства привлекается более 1 миллиарда рублей, большая часть которых направляется на устойчивое развитие сельских территорий. 387 граждан, проживающие в сельской местности, улучшили жилищные условия более чем на 26 тысяч квадратных метров жилья. В Булунском районе внедрена электронная идентификация северных домашних оленей. Чипировано 1644 голов. Начато оформление ветеринарно-сопроводительных документов через Федеральную государственную информационную систему «Меркурий». Оформлено 894 468 документов. Сохраняется положительная динамика производства в пищевой и перерабатывающей промышленности. Знаком сделано в Якутии. Отмечено свыше 140 наименований местной продукции 35 предприятий. На высоком уровне проведена 20-я республиканская выставка-ярмарка «Продовольствие-2018» с рекордным количеством участников, 153 организации из 23 районов. В агропромышленной выставке «Золотая осень-2018» в городе Москве делегация Республики Саха-Якутия завоевала 35 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Приняты указы главы республики о стратегических направлениях развития сельского хозяйства и об обеспечении экологического благополучия Республики Саха-Якутия. Охват территории республики экологическим мониторингом составляет 52%. Проведены радиоэкологические исследования на месторождениях Лунное, Рябиновое, на месте подземного ядерного взрыва «Кристалл». Минэкологии Республики Саха-Якутия проведено более 6 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Вывезено 538 тонн металлолома с арктической зоны республики. В сфере водохозяйственного комплекса проведены работы по расчистке русла и дноуглубительные работы на реках республики. Ведутся работы по объекту берегозащитные сооружения на реке Лена у поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Установлены границы зон затопления территорий, прилегающих к рекам Алдан, Колыма, Лена. Завершены работы по лесоустройству на территории Алданского лесничества на общей площади более 177 тысяч гектаров леса. Проведена работа по содействию естественному возобновлению лесов на площади 12,5 тысячи гектаров. Потушено 175 лесных пожаров на площади 208 тысяч гектаров. Статус федеральных особо охраняемых природных территорий получили государственный природный заказник Новосибирские острова и национальный парк Ленские столбы. Осуществлен 2-й выпуск лесного бизона в естественную среду обитания. Внедрен механизм электронной очереди на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в городе Якутске. Якутия заняла 2-е место по итогам всероссийской акции по уборке берегов «Вода России». Региональные проекты республики, комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение лесов, чистая вода, чистая страна включены в федеральные программы национального проекта «Экология». Из федерального бюджета на 2019-2021 годы запланировано выделение более 2,9 миллиардов рублей.
Денис Георгиевич, как известно, вы курируете очень важную отрасль, экологию. Как вы в целом оцениваете экологическую обстановку в республике с учетом тех инцидентов, которые произошли в прошлом году? Я имею в виду загрязнение рек недропользователями рек Малая Батобы, Чульман, Вилюй, Редерге. Какие меры приняты в отношении этих компаний? Якутяне волнуются, чтобы таких происшествий больше не случалось. В целом вопросы экологии в правительстве республики находятся на особом счету. Что касается экологической обстановки в республике, то она благополучная. Все мы знаем, что территория республики, 1/3 территории республики – это особо охраняемые природные территории. И даже можно сказать, что мы являемся донором биосферы. Что касается загрязнения водных объектов, то в мае прошлого года было обнаружено загрязнение реки Чульман. Оно было из ручья Дежневка, который находится на территории работы ГОК Денисовский, это в Нерюнгринском районе. Были предприняты все меры, выписаны предписания, которые устранены компанией. Также наложены административные штрафы как на юрлицо, так и на должностное лицо. Сумма штрафов составила 164 тысячи рублей. Помимо этого был подсчитан ущерб, который составил 127 миллионов рублей. И в рамках судебного разбирательства компании этот ущерб признан. Заключено мировое соглашение по улучшению экологической обстановки в Нерюнгринском районе в рамках того иска, который был подан Министерством экологии. Второе загрязнение очень значительное произошло на реке Редерга, это Алданский район, это предприятие золотодобывающее Нордголд. Также были предъявлены иски, предъявлен материальный ущерб. Первое загрязнение произошло в августе месяце. Сумма штрафов составила 94 тысячи рублей. И также по данному предприятию было второе, то есть повторное загрязнение. В соответствии уже с этим загрязнением у компании была приостановлена лицензия до 1 июня текущего года. Также подсчитан ущерб, он составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей, и предъявлены иски по этому ущербу. И самое значительное загрязнение рек, все мы знаем, произошло в Вилюйской группе улусов. Это Миринский ГОК акционерной компании «Алроса». Были загрязнены водные объекты рек Ирилях, Малая Батобия и реки Вилюй. Также были предъявлены компании административные штрафы, как компании, так и должностным лицам. На сегодняшний день идут судебные разбирательства. Но по компании «Алроса» я бы хотел отдельно немного остановиться. Компания «Алроса» сразу же предприняла все меры, связанные с поддержкой тех районов, которые пострадали по руслу этих рек. Помимо этого, компании уже принято решение, все мы знаем, ежегодно выделять 150 миллионов рублей на водоснабжение Вилюйской группы улусов. И также компания будет, уже тоже принято решение, оказывать поддержку, софинансирование той программы комплексных научных исследований, которая на сегодняшний день разработана, проходит согласование. Это программа комплексных научных исследований экологической обстановки Вилюйской группы районов и здоровья населения. В целом хотел бы отметить, что Министерством экологии за 2018 год проведено более 6 тысяч контрольно-надзорных мероприятий и выявлено более 3000 нарушений, по которым приняты определенные меры. Спасибо, благодарю вас. У нас заключительный сюжет в первой части программы, он касается социальной сферы. Пожалуйста, на экран.
2018 год был насыщенным на события во всех сферах жизни республики, в том числе и в социальной сфере. Заметны успехи якутского кинематографа. Он вышел на российский и мировой уровень. Он замечен. Появился термин «феномен якутского кино». С успехом прошел эссе Холонхо, гастроли наших творческих коллективов и ответные визиты в республику. В сфере молодежной политики стоит отметить успешное завершение года волонтерства. 7500 человек – это люди, занимающиеся волонтерством постоянно, и более 160 тысяч жителей республики – стихийные волонтеры. В сфере массовой культуры и спорта прошли такие значимые мероприятия, как 3-й чемпионат мира по масс-рестлингу, в котором приняло участие 155 спортсменов из 39 стран мира, и чемпионат России по боксу среди мужчин в городе Якутске. Мы продолжаем работу по вовлечению жителей в массовый спорт. Строятся спортивные объекты. Одно из главных направлений работы – это обучение и образование. Прошедший год ознаменован существенными прорывами в этой сфере. В 2018 году введены 10 объектов образования с общей мощностью 2135 мест. Более 1000 мест создано дополнительно в городе Якутске, в первую очередь для первоклассников. Построено 22 детских сада на 2078 мест, в том числе 8 ясельных групп на 535 мест для детей до 3 лет. В центре внимания социальная сфера. Социальные пособия из регионального бюджета проиндексированы с 1 января 2018 года на 4%. Из федерального бюджета с 1 февраля 2018 года на 2,5%. По предварительным данным, на меры социальной поддержки в 2018 году направлено 13,5 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 3,7 миллиардов, государственного бюджета республики 10,9 миллиардов рублей. В 2018 году начато предоставление дополнительных мер государственной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением, усыновлением первого ребенка за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. На 2018 год произведено 16 840 выплат 2113 семьям при рождении, усыновлении первого ребенка после 1 января 2018 года. Размер выплат составляет 17 023 рубля в месяц. Одной из мер поддержки семей, стимулирующих рождаемость, является выплата республиканского материнского капитала «Семья». В прошлом году ее размер составил 139 716 рублей 68 копеек. В сфере здравоохранения продолжается работа по оказанию населению доступной высокотехнологичной медицинской помощи. По поручению главы в ноябре прошлого года онкодиспансер до окончания строительства нового здания временно размещен в здании горбольницы на улице Стадухина. Здание пятиэтажное, структура, планировка и оборудование помещений позволяют оказывать населению медицинскую помощь по профилю онкология в условиях, полностью отвечающих требованиям санитарного законодательства, а также порядкам оказания медицинской помощи. Ольга Валерьевна, что бы вы хотели добавить ко всему этому? В частности, я думаю, многих жителей интересует вопрос по детским садам. Какая ведется работа? Ну, безусловно, все объекты образования, их строительство, которых у нас делятся 4 группы, находятся на особом внимании органов государственной власти республики. При этом необходимо обратить внимание, что касается непосредственно строительства школ в республике, то основными приоритетами это, естественно, является ликвидация школ, которые являются и находятся в зданиях ветхих и аварийным, и вторым приоритетом является ликвидация второй смены, которая на настоящий момент определена в качестве одного из приоритетных направлений указов, в том числе президентов Российской Федерации. Что же касается объектов учреждений образования второй группы, как я их называю, это учреждения образования дошкольные. Необходимо обратить внимание, что в республике полная обеспеченность у нас детскими садами. Тем не менее, потребуя строительства детских садов, безусловно, всегда требуется. В 2018 году на территории республики местами в детских садах было обеспечено 20 138 ребятишек. При этом необходимо обратить внимание, что детей до 3 лет мы обеспечили порядка 550 местами. Почему я обращаю внимание на детей до 3 лет? Потому что приоритетом 2019 года будет уже строительство ясель. И на настоящий момент ведем мы подготовку как наших педагогов, которые будут работать в системе
дошкольного образования для того, чтобы они могли начинать работать с ясельными группами, так и непосредственно с переоборудованием, где-то частично, где-то с выкупом зданий, где-то со строительством новых ясельных групп. И на 2019 год, естественно, перед органами государственной власти республики стоит задача работа с федеральным центром по защите наших интересов, в том числе и финансовых, для получения соответствующих федеральных субсидий. К третьей группе объектов образования необходимо обратить внимание на объекты образования, которые у нас с вами находятся в среднеспециальном профессиональном образовании. Сегодня в республике представлен достаточно большой спектр этих образовательных учреждений. На настоящий момент мы видим определенного рода потенциал для эффективности использования части помещений, которые есть, в том числе и с условием капитальных и текущих ремонтов действующих объектов как таковых. И, конечно же, наше учреждение дополнительного образования. Основной задачей, которую мы сегодня перед ними ставим, это перепрофилизация, изменение профиля и акцент их работы прежде всего на технические специальности, акцент их работы и вообще перестройка их работы с точки зрения подготовки дополнительного образования к востребованным специальностям и компетенциям в будущем. Вот в таком виде у нас сегодня существует система. Спасибо вам, спасибо всем членам правительства. Ну а мы сейчас переходим ко второй части программы. Вы, уважаемые телезрители каналов НВК Саха-Якутия-24 и радиослушатели станции Датим, можете позвонить к нам в студию прямо сейчас по номеру телефона 32 01 11 и задать свой интересующий вопрос. Вам ответят председатель правительства или его заместители, или же министры, которые присутствуют сейчас в нашем зале. Итак, эфир у нас ограничен во времени, я об этом напомню. У нас есть ровно 1 час 15 минут для того, чтобы принять все вопросы и ответить на них. Прошу режиссера включить таймер обратного отсчета оставшегося времени. Мне сейчас сообщают, что уже поступают вопросы, мы готовы их принимать. И телефонный звонок, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Афанасий Данилов, Верхнеколымский район. Мы слышали, что нас собираются сокращать пожарных, и с трудоустройством в поселке очень сложно. Спасибо, вопрос ваш понятен. Спасибо, Афанасий, за ваш вопрос. Вопросы пожарной безопасности, конечно, относятся к первоочередным и не являются предметом для экономии. Мы будем сохранять в полном объеме те силы и средства, которые необходимы для эффективного прикрытия наших населенных пунктов и наших промышленных объектов. В то же время мы продолжаем все время работу по повышению эффективности деятельности, анализируем, какова интенсивность работы различных подразделений для того, чтобы максимально эффективно работала данная система. Я относительно вашего конкретного вопроса по Среднеколымскому району хочу попросить прокомментировать руководителя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Дмитрия Николаевича Лепчикова. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Спасибо за вопрос. Да, на сегодняшний день мы в прошлом году, в 2018 году, столкнулись с нарушением законодательства. В соответствии с законодательством не должно быть переработка, работодатель не должен предоставлять переработку более 120 часов, но, как было отмечено, перемещение или сокращение штатной численности, предельной численности в подразделении Государственной противопожарной службы мы производить не будем. Перемещение должностей будет произведено внутри района, внутри подразделений. Дмитрий Николаевич, я хотел все равно обратить внимание, что необходимо всю информацию до заинтересованных жителей, волнующихся, и до самих сотрудников довести, чтобы не было поводов для волнений у жителей наших районов. Да, хорошо. Спасибо вам. Мне только что сообщают редакторы, что поступило уже более 100 вопросов на наш номер телефона многоканальный 32 01 11. Мы их принимаем сейчас активно. Итак, второй вопрос мы готовы
выслушать. Пожалуйста, уважаемые телезрители, вы в прямом эфире. Добрый день. Аймиконский район, село Тамтор, Алена Владимировна Егорова. В марте 2015 года мы торжественно забили первую свою нового здания школы, и согласно плану школа должна была введена в декабре 2016 года. К сожалению, школа до сих пор недостроена. Скажите, пожалуйста, переступим ли мы порог нового здания школы в 2019 году? Спасибо. Спасибо, Алена Владимировна, за ваш вопрос. Я знаю, что он волнует уже многие годы жителей Аймиконского района, села Тамтор. Я принял решение в этом году участвовать лично в отчете правительства в вашем районе. Приеду к вам в гости обязательно. Что касается вашего вопроса, то я разделяю ваше недовольство и считаю, что это один из примеров тех недоработок ярких, которые были в прошлые годы. Если говорить прямо, то работа была построена безобразным образом, потому что село давно нуждается в школе, давно принимались решения о строительстве. Более 5 лет назад строительство было запланировано. Вы абсолютно правильно вспоминаете, что и сваи были забиты, и контракты были заключены. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией. Могу сказать, что мною поручено взять на личный контроль данную ситуацию Кириллу Евгеньевичу Бычкову, заместителю председателя правительства, который курирует данную сферу. Сейчас мы проводим структурные изменения в службе государственного заказчика для того, чтобы впредь не допускать таких ситуаций. Возможно, и кадровые решения в перспективе. Сейчас не будем забегать вперед, но в любом случае ситуация не должна повторяться. Что касается данного конкретного объекта, то я могу вас заверить, что в 2019 году школа будет введена. Мы необходимый объем финансирования предусмотрим в инвестиционной программе при корректировке в марте бюджета. Порядка 110 миллионов рублей уже есть. И могу вас заверить, что в 2019 году вопрос мы решим. Ну и лично на месте с вами готов посмотреть состояние объекта и удостовериться в том, что все необходимые решения приняты и все силы и средства развернуты. Благодарю вас. Звонки поступают, продолжаем их принимать. Алло, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич, члены правительства. С 1 января на большей части республики вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. И сейчас у населения очень много вопросов, что изменится и нужна ли она нам. И еще хотел, пользуясь случаем, внести предложение. Каждый месяц повышают цены на дизельное топливо. 1 февраля стоимость поднялась еще на 6%. А с Алекминской нефтебазы отгружается нефть забором с ВСТО. Прошу вас рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающего завода на базе Сахалиннефтегазбыт. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос понятен. Александра Сергеевича здесь нет, но здесь есть у нас председатель правительства Владимир Солодов. Пожалуйста. Я попрошу на вопрос ответить Алексея Засимовича Колодезникова. Он непосредственно каждый день занимается этой важнейшей проблемой. Да, вот начнем тогда с системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Действительно, в Российской Федерации эта система введена с 1 января текущего года. Прежняя ситуация была очень крайне негативная в силу того, что у нас 471 свалка, по сути своей это санкционированные свалки. Из этих объектов только 7 объектов, которые в государственном реестре находятся. Ну, у нас региональные операторы выбраны, кроме северной арктической зоны. Там у нас система будет введена со следующего года. Это позволяет нам подготовиться более тщательно. И в прошлом году действительно в декабре были внесены изменения, и мы приняли решение по северной территории регионального оператора не вводить. Но вот у нас появляется коммунальная услуга. Раньше вывоз мусора был в жилищной услуге, сейчас это будет уже коммунальной услугой. И платежи будут собираться с человека. Соответственно, в рамках поступающих платежей эта система обращения отходов будет от квартиры уже до самого полигона. Ну и мы начинаем крупные объекты. В городе Якутске будет строиться полигон отходов. И заниматься будем в ближайшее время проектированием полигонов других населенных пунктов. Я думаю, это упорядочит систему и, конечно же, решит вопросы экологии в первую очередь.
Благодарю вас. Мне сообщают, что поступил Нет, у меня еще, видео. у меня еще второй вопрос есть. Можно, да? Да, пожалуйста, конечно. Вот вопрос в части нефтепродуктов. Стоимость светлых нефтепродуктов, она состоит из нескольких составляющих. Конечно, в первую очередь это стоимость завода-изготовителя. Потом там транспортные расходы стоят, хранение, платы по кредитам. И надо иметь в виду, что в мае прошлого года произошел резкий рост оптовой цены заводов-изготовителей. Рост с прошлого года составил 22-24% по реализации. Соответственно, вот Саханефтегазбыт не смог, конечно, такой рост обеспечить, потому что население бы тогда не смогло бы закупать светлые нефтепродукты, и по Якутии рост составил 9,6%. И Саханефтегазбыт сегодня работает с убытками. Мы приняли решение поэтапного повышения, чтобы это не влияло на резкий скачок. Соответственно, еще дополнительные меры принимаем, потому что большие платежи по кредитам привлекаем, потому что предприятия завозят топливно-энергетические ресурсы в короткий период, в арктическую навигацию большие объемы завозятся, приходится большие кредиты привлекать. Соответственно, по поручению председателя правительства со следующего года будет, вернее, даже с этого года увеличивается бюджетный кредит для Саханефтегазбыта, чтобы смягчить последствия по привлекаемым кредитам, и государственная гарантия. То есть все это находится на контроле. Ну, я просто хочу добавить, Алексей Засимович, просьба организовать все министерства, чтобы главное не было резких скачков цен для населения, как по мусору, так и по бензину. Безусловно, нам нужно переводить систему в такое устойчивое функционирование, чем мы занимаемся, но прошу контролировать, чтобы резких скачков не было. Спасибо. Мы только что, да, получили видео, вопрос на нашу электронную почту. Внимание на экран, посмотрим, послушаем. Добрый день. Проинформируйте, пожалуйста, нас о проводимых геолого-разведочных работах на территории Якутии, не только в западной части на Алмазы, а по всей Якутии, и планах на 2019 год и ближайшие годы. Спасибо за ваш вопрос. Геологоразведка, безусловно, относится к важнейшим направлениям, потому что без устойчивого выполнения геологоразведочных работ мы не сможем в средней и долгосрочной перспективе обеспечивать работу наших промышленных предприятий, от которых зависит наш и бюджет, и рабочие места, и благосостояние наших граждан. Но вопрос достаточно специализированный, поэтому также Алексей Засимович попрошу более подробно рассказать про те работы, которые в этой теме будут реализованы. Воспроизводством минеральной сырьевой базы занимаются в первую очередь, конечно, недропользователи. В целом на 2019 год планируется, что финансирование составит 25 миллиардов рублей. Конечно, вот 22 миллиарда это недропользователи, это собственные средства от компаний. 3 миллиарда мы получим из федерального бюджета. У нас деятельность ведет Росгеология. Мы в свое время в 2017 году акционировали Якутсгеологию, и Якутсгеология получает федеральное финансирование. Ну и незначительные средства мы предусматриваем в государственном бюджете. В большей степени занимаемся работами по поиску вот этой воды. Особое это значение имеет для Вилюйской группы районов. В этом году мы будем заниматься поиском воды в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском районах. Ну и, конечно, если говорить об общей сумме, вот, которую я сказал, 25 миллиардов, это поиск углеводородов, алмазов, золота. В прошлом году мы защитили запасы по Тамторскому редкоземельному месторождению. Есть подтвержденные запасы по воде, по углю, по всем направлениям. Спасибо. Такие же видео, вопросы вы можете прислать на нашу электронную почту, адрес nvk-news@mail.ru. Итак, мы продолжаем принимать звонки. А сейчас очередной вопрос от наших телезрителей. Здравствуйте. Да, Меня здравствуйте. зовут Наталья. Я из Якутска. Меня интересует вопрос, как будет начисляться плата за ТКО? Плата будет взиматься от количества проживающих или зарегистрированных? А если у меня 2 квартиры, как будет производиться начисление? Спасибо. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Но вопросы ТКО, они волнуют граждан, мы это понимаем. Вот. Но у нас присутствует целый ряд ответственных должностных лиц. Я хочу попросить ответить на вопрос министра жилищного и коммунального хозяйства и энергетики Дмитрия Дмитриевича Садовника. Добрый день. В части оплаты за твердокоммунальный отход можно сказать следующее, что плата будет взиматься от количества проживающих, то есть зарегистрированных, а если собственности и нет зарегистрированных, то будет взиматься плата от количества собственников. Такой сегодня у нас расклад, и я думаю, что это правильно. Спасибо. Добавите что-нибудь? Ну, здесь вот, насколько я понимаю, вопрос есть и такого характера, что есть собственники нескольких квартир. Соответственно, здесь будет подход такой. В первую очередь будут смотреться по факту проживания с точки зрения прописки. И если этот собственник жилья там, в другой квартире этот никого не прописал, соответственно, он будет платить тоже за эту квартиру. Спасибо. 32-01-11, номер прямого эфира. Принимаем звонки. Пожалуйста, слушаем вас. Очередной вопрос. Город Нерюнгри, Котова Ольга Игоревна. Стало известно об увеличении размера взносов на капитальный ремонт с 2019 года. Хотелось бы узнать, чем это обусловлено и как дальше будет реализовываться региональная программа. Спасибо. Спасибо. У нас мы видим, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства лидируют. Это общая ситуация всегда. Нам волнует, какая крыша над головой, поэтому Алексею Засимовичу не дадут отдыхать. Пожалуйста, Алексей Засимович. Спасибо. Ну, у нас с 2014 года работает система капитального ремонта. Это тоже общероссийское требование, связанное с жилищным кодексом. В 2014 году, когда мы вводили плату, она была самая низкая по стране. Там ниже нас был Санкт-Петербург. К сожалению, вот экономически обоснованный тариф на сам капремонт – это 25 рублей это по центру, 50 рублей за квадратный метр по арктической северной территории. А мы несколько лет тарифы не повышали. Но это приводит к тому, что капремонт не в полном объеме выполнялся. То есть мы региональную программу не выполняли. Решение сейчас принято поэтапно тоже поднимать. У нас тарифы в деревянном фонде составляют сейчас 4 рубля 88 на квадратный метр, в каменном жилье 6,88. И у нас отдельно еще есть тариф для домов с лифтом, потому что мы реализовали программу трехлетнюю по ремонту лифтового оборудования. Особенно это касалось города Нерюнгри, кстати, и в городе Якутске. Соответственно, среднее повышение у нас составило с 1 января там, в пределах 13%. Но в силу того, что я сказал, что есть разница между необходимыми затратами в пределах 25 рублей и существующими тарифами, мы еще из госбюджета выделяем средства на эти цели. Спасибо. И напомню нашим телезрителям, 32-01-11, номер телефона. Вопросы можно задавать абсолютно по любой сфере жизнедеятельности, не только по жилищно-коммунальному хозяйству. Я еще раз об этом напомню. Алло, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос, пожалуйста. Это вот многодетная мама. Сейчас вот новости идут везде про школу АИК-ГАТА. И всех беспокоит, меня тоже, как родителя, многодетную маму. Вот как вы думаете, что там, как ваше мнение? Спасибо, вопрос резонансный. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, сейчас обсуждение крайне остро. Последние дни идет этой проблемы. Я хочу сказать, что суть и причины того беспокойства, которое вы справедливо разделяете, заключаются в том, что действительно город Якутск испытывает жесточайший дефицит мест в общеобразовательных школах, и каждый родитель, особенно родители первоклассников, в эти дни испытывают по-настоящему стресс, потому что количество заявок часто
превосходит количество мест в учебных заведениях. Мы работаем плотно над этой проблемой, и за последний год существенное количество школ было введено, вы видели это в информации и в ответах, но ситуация сохраняется сложной. Что касается 203-го района, мы уже приняли решение, оно изначально было запроектировано, сейчас уже ведется подготовка к строительству еще одной общеобразовательной школы на 360 мест. С сентября мы выйдем на строительную площадку, и в 1 сентября 2020 года дети уже пойдут в еще одну новую школу, которая откроет свои двери. Все вопросы решены. В то же время понятно, что вас волнует, как же будет в этом году выглядеть ситуация. Решение уже найдены. Мы сейчас проводим интенсивные консультации и с родителями, и с руководством школ. Но я хочу в силу резонансности и важности вопроса попросить его подробнее прокомментировать заместителя министра образования и науки Ирину Павловну Любимову. Добрый день. Ну, сегодня у нас идет запись во все общеобразовательные учреждения Республики Саха-Якутия. В городе Якутске конкретно ведется у нас электронная очередь, запись детей. Поэтому конкретно в этой школе, в 203-м микрорайоне Айкагата, будут обучаться дети по прописке, по месту проживания. Вот. Мне хочется сказать, что, конечно, все дети нашей республики, все первоклассники к началу учебного года, 1 сентября, все будут обеспечены школой. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что при решении данных вопросов мы будем исходить из того, чтобы каждый ребенок имел возможность обучаться в комфортных условиях и получать максимально эффективное, максимально качественное образование. Я лично держу на контроле. Айсен Сергеевич в курсе ситуации, тоже полностью вовлечен в ситуацию. Ну и я еще раз подчеркну, что Министерство образования и науки Республики, город Якутск будут решать эту проблему. Она не затронет и не создаст серьезных неудобств для семей с детьми, ну, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, исходя из дефицита, который, к сожалению, временно пока сохраняется. Для нас задача его ликвидировать. Спасибо. Вопросов поступают сотни, мы будем принимать сколько сможем. Алло, здравствуйте. Следующий вопрос мы внимательно слушаем. Алло, добрый день. Меня зовут Ирина Николаева из Нюрбинского района. Интересует такой вопрос. Когда начнется строительство здания Нюрбинского драматического театра? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. У нас социальные объекты активно развиваются. Мы тоже видели подробную информацию об этом, но более подробно Ольга Валерьевна Балабкина тогда сейчас вам расскажет. Особенно с учетом того, что непосредственно в этом году является год театра, то, соответственно, вопросу развития и строительства театров будет выделяться особое внимание, в том числе и их размещению как такового. Да, действительно, у нас есть Нюрбинский драматический театр, который на протяжении многих лет находится как в сфере непосредственно действия, в сфере внимания республиканских властей, так и федеральных властей. Нюрнбергский драматический театр получал соответствующее прямое федеральное финансирование по партийным проектам в 2017 году, получал его в 2018 году. И, безусловно, вопрос по строительству здания, он у нас стоит, и непосредственно вопрос будет решен в 2019 году. Спасибо. Алло, уважаемые, телезрители, радиослушатели до нас дозваниваются активно. Слушаем вас внимательно. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Где падает часть ракет, спускаемых с космодрома Восточный. Да, еще раз ваш вопрос. Мы поняли отделяющиеся части ракет-носителей. Вопрос, пожалуйста. Контролируется ли экология районов, где падает часть ракет, спускаемых с космодрома Восточный? Да, вопрос понятен. Давайте Сахамин Милановичу слово передадим, министр экологии Республики Саха-Якутия. Районы падения определены. Это 983 район падения, Алданский район, и 985 Вилюйский улус. В Алданском районе падает створка «Союз-2», в Вилюйском улусе падает
центральный блок второй ступени. По всем отработавшим элементам «Союз-2» выезжает комиссия, проводятся экологические обследования и вывозятся эти остатки. Все находится под контролем. Спасибо. Я хочу еще добавить два слова, что действительно мы плотно контролируем ситуацию, связанную с падением остатков ракетоносителей. Проект «Космодром Восточный», который был построен в Амурской области у наших соседей по югу, является общероссийским федеральным проектом, ключевым. Это первый в России космодром. До этого мы запускали ракет-носители только с Байконура, с территории хоть и дружественной, но независимой страны Казахстана. И он имеет, конечно, общестрановое значение. В перспективе мы планируем не только, то есть сотрудничество с Роскосмосом вести не только в части компенсации экологического вреда и внимательного отслеживания, но и по другим направлениям. Мы обсуждаем создание полигона по тестированию условий выживания при ошибке в приземлении космонавтов, по проектированию отдельных компонентов космических аппаратов, по ряду других вопросов исследовательских. В целом могу сказать, что точно неправильно было бы считать, что наше взаимодействие с Роскосмосом будет ограничиваться тем, что мы волею географического положения находимся на трассе прохождения ракеты. Мы будем комплексно с Роскосмосом сотрудничать и, с одной стороны, обеспечим, чтобы это точно не создавало ущерба и опасности для наших граждан и хозяйственной деятельности, но и дало дополнительное развитие и научное, и экономическое для нашей республики. Спасибо. Быстро напомню, номер телефона 320111, видеозвонки nvk-news@mail.ru, электронная почта, видеовопросы. Очередной звонок к нам поступил. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Яковлев Николай Афанасьевич, город Якутск. У меня такой вопрос. В республике очень много пострадавших дольщиков от недобросовестного застройщика. Вопрос такой. Будет ли оказана какая-нибудь помощь, материальная, республиканская, юридическая помощь пострадавшим от недобросовестных застройщиков? Спасибо. Спасибо за вопрос. Кирилл Евгеньевич, пожалуйста. Да, спасибо за вопрос, уважаемый Николай Афанасьевич. Действительно, эта проблема, она всероссийская, и президент Российской Федерации указал на важность и необходимость скорейшего решения этой проблемы. В этом году у нас предприняты беспрецедентные, я считаю, даже бюджетные меры по решению этих вопросов. У нас в бюджете более 150 миллионов рублей только финансовых мер поддержки и решения вопросов. Напомню, что в прошлом году этих средств было намного меньше, кратно меньше, но тем не менее мы в прошлом году смогли решить достаточно много проблем. И 3 таких объекта, 3 дома было введено. В этом году мы планируем эту программу, можно сказать, развернуть очень активно, и будет сделано, конечно, гораздо больше, учитывая и финансовые возможности. Мы также продолжим действия наши и общение с общественными организациями, поддерживающими дольщиков, и эта работа будет вестись по каждому объекту точечно. По каждому объекту у нас дорожная карта выполнения планов по решению проблем этих граждан. Спасибо. У нас до конца эфира еще остается около 48 минут. Время есть. Пожалуйста, звоните. Очередной вопрос есть, поступил. Мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Тебя с министром Анатолий Семеновича и Анатолий Асколовича Итевен. Bu evlilikle voz mini hatta doldu bu da. Onunla rahu ona tamamen nehliye voz mini ki halan halan o kahan kilerler bol beni tabii. Ona tamamen umtez uç kata bu. Onun tabii konu ki dağına 3-4 kadar kiler bol diyen. Вопрос так.
Да, вопрос поступил к нам из Верхневилюйского УЛУСа. Так, по связи. По доступу к МТС, да, интернету и по- связи да, вопросы Талакан. волнуют. Я попрошу Николая Викторовича Гришаева, замминистра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, ответить на вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Я так понимаю, что вопрос по дальнейшему развитию и строительству волоконно-оптических линий связи в Верхневилюйском районе. Значит, в прошлом году мы завершили строительство, компания Ростелеком. И в этом году планируется дальнейшее развитие уже внутри Верхневилюйского района. Значит, со стороны органов местного самоуправления района будет организован конкурс. И, соответственно, планируется, что до конца 2020 года весь Верхневилюйский район будет обеспечен скоростным интернетом и, соответственно, проложена волоконная оптическая линия связи. Так же, как и по другим районам Вилюйской группы ВУСов. Спасибо. Следующий вопрос. На связи наши зрители. Мы вас слушаем. Добрый день. Ваш вопрос. Алло, да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Да, видимо, у нас небольшие проблемы со связью, прервался звонок. Следующий вопрос на линии, уже ждут. Пожалуйста, мы слушаем следующий вопрос. Вопрос по Да, связи да. был актуальный. Это мы чувствуем даже по нашему Много прямому вопросов, эфиру. и, видимо, просто не успеваем обрабатывать, система немножко дает сбой. Давайте мы сейчас послушаем видеозвонок, который поступил на наш адрес электронной почты. Пожалуйста. Меня зовут Виктория. У нас в Жиганске зарегистрировано 2 молодежные общественные организации. И я хочу задать такой вопрос. Какие существуют меры государственной поддержки для молодежных общественных организаций? Спасибо. Виктория, добрый день. Я готова ответить на этот вопрос, потому что прежде всего наши меры государственной поддержки молодежных общественных организаций являются традиционными и основываются на законе Республики Саха-Якутия о государственной молодежной политике. Эта поддержка носит грантовый характер. Оператором по распределению грантов в республике является Министерство по молодежной политике. Соответственно, на сайте самого молодого министерства и самого, по моему мнению, передового вы найдете всю полную информацию о том, какие гранты молодежные организации, по каким грантам могут выступать молодежные организации в этом году и получать. И, конечно же, Министерство по молодежной политике сейчас реализует такой проект, когда посредством ресурсного центра оказывают поддержку по подготовке документов для того, чтобы молодежные организации, вообще общественные организации все могли правильно составлять документы и участвовать в грантах различного рода иных общественных организаций, в том числе и дальше продолжать нашу положительную политику и наши положительные тенденции по получению денежных средств с грантов президента Российской Федерации. Благодарю вас. Телефонный звонок у нас есть. Очередной вопрос от зрителей и радиослушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Алдан беспокоит Пылинок Антонина, учитель экологии и химии. В связи с запуском ракет с космодрома «Восточный» на территории нашей республики и нашего Алданского района неоднократно производится падение отдельных частей ракет-носителей. Так вот, вопрос мой в чем? Какое влияние на экологическую обстановку районов падения и республики в целом оказывает данный факт? И не увеличится ли количество новых районов падения? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Спасибо, Антонина, за вопрос. На самом деле экологический мониторинг осуществляется в районах падения до запуска ракет-носителей. Это снежный покров в зимнее время изучается, обследуется, и в летнее время поверхностная почва земли и вода. В период пусков ракет-носителей также проводится экологический мониторинг как до запуска, так и после запуска. На
На территории Алдана у нас головной обтекатель, район падения определен. На территории Вилюя это центральный блок. Что касается новых районов падения, то да, в 2017 году определены новые районы падения. Это проект OneWeb запускается. Это тоже территория Алданского района и Кобяйского района. Что касается уже экологических исследований в районах падения, то уровни гамма-излучения в этих районах падения, они находятся на уровне многолетних средних республиканских значений и соответствуют всем нормам. Как я уже отметил, что новая трасса с новыми районами падения определена, и запуск еще будет. У нас на сегодняшний день произведено 4 запуска ракет, это в 2016-2017 году, и 2 было запуска ракет в 2018 году. Вот новая трасса, которая определена, планируется запуск в текущем году, в 2019 году, и также они будут производиться в рамках тех районов падения и той трассы полета, которая определена, до 2021 года. Ну, таким образом мы видим, что негативного влияния нет, мы подробно изучаем его, но я прошу, Денис Георгиевич, и вас, и Сахамин Милановича Афанасьева, министра экологии, обратить внимание на вовлечение общественности и на публикацию информации. Если у Антонины или еще у других желающих общественников будет желание обсудить эти результаты, поехать на место, в интернете посмотреть, я прошу создать условия, чтобы прозрачно, удобно вся эта информация была видна, потому что озабоченность, понятно, что-то необычное, новое всегда вызывает у нас ожидания, в том числе и рисков. В данном случае мы уверены и смотрим внимательно, что риски не возникают, но, конечно, нам нужно максимальной по политике прозрачности придерживаться. Можно добавить немножко? Я бы еще добавил, да, что перед запуском ракет-носителей в районах падения, это в Вилюйской группе районов, в Вилюйских наслегах, также в Алданском районе проводятся общественные слушания, то есть перед именно запуском ракет-носителей. Я попросил тогда общественность более тоже в этом направлении усиленно работать и присутствовать на этих общественных собраниях. Благодарю вас. Очередной звонок мы приняли. Алло, добрый день, вы в прямом эфире, озвучите ваш вопрос. Добрый день, это из Кобяйского улуса поселка Сангар, ведущий инспектор Центра занятости, многодетная мама 5 детей Данилова Надежда Петровна. У меня вопрос. Почему субсидированные авиабилеты на самолеты авиакомпании «Якутия» заканчиваются и их невозможно купить? Спасибо. Спасибо, Надежда Петровна. Доступность субсидированных авиабилетов – один из наиболее острых вопросов. Заканчиваются они потому, что средства, которые выделяются в целом, они ограничены, и, к сожалению, не всегда мы в полном объеме можем тот спрос, который есть, удовлетворять. Мы работаем внимательно на этом направлении. Уже слышали, что программа субсидирования будет расширена в 2019 году. Но в силу значимости по деталям хочу попросить прокомментировать министра транспорта Республики Саха-Якутия Александра Евгеньевича Тарасова. Спасибо за вопрос. Да, действительно, в Республике Саха-Якутия действуют 4 программы. Это 2 федеральные программы и 2 республиканские программы. Как сказал Владимир Викторович, действительно, финансирование у нас происходит из республиканского бюджета, и средства ограничены, и места на каждом рейсе имеют свои ограниченные возможности. Но я думаю, что, в принципе, та программа, которая действует на сегодняшний день, она должна удовлетворить потребности всех слоев населения, в том числе и многодетных семей. Спасибо. Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы региональную часть сокращать ни в коем случае не будем. Будем ее по мере возможности увеличивать. Но самое главное — фокусировать на тех направлениях, где нет альтернативы воздушному транспорту, и на
о максимально уязвимых слоях населения. Вот попрошу, Александр Евгеньевич, вас еще проработать предложение, как нам сделать так, чтобы тем слоям населения, которые наиболее чувствительны этой проблемы, все-таки билеты доставались. Ну а кроме того, что Александр Евгеньевич сказал, есть программа субсидирования федеральная, она других направлений касается, межрегиональных. Вот, там она расширена в этом году. Мы постоянно работаем и сами с Аэрофлотом, с Минтрансом России, ну и существенную помощь нам оказывает Юрий Петрович Трутнев, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, и лично президент Российской Федерации всегда очень внимательно и быстро реагирует на обращения по этому вопросу, поэтому будем вместе работать, чтобы транспортная доступность стала выше. Ну и хочу также в продолжение буквально 2 слова сказать, что мы получили хорошие новости в этом направлении в связи с поддержкой по строительству и реконструкции аэропортов. Надеемся, что 25 аэропортов до 2024 года будут реконструированы, 16 уже включены в программу. По оставшимся 9 мы продолжаем работу. Ну, также Министерство транспорта этот вопрос держит на контроле, поэтому будем надеяться, что в ближайшие годы транспортная доступность существенно улучшится у нас в республике. Спасибо. 32-01-11, многоканальный номер телефона, по которому мы принимаем вопросы, отвечают члены правительства Республики Саха-Якутия. Очередной звонок на линии. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Романов Сергей Кононович, Мегана Кангаласского Луса, глава крестьянских хозяйств СД. Такой вопрос. На разбитие сельское хозяйство республики уделяется большое внимание. Какие дальнейшие планы у правительства вывести сельское хозяйство на новый уровень и какие планы гарантированного сбыта местной продукции сельскотоварных производителей? Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей Кононович, за ваш вопрос. Сельское хозяйство и поддержка в части сбыта сельскохозяйственной продукции находится в центре нашего внимания. Вы знаете, что осенью вышел указ главы республики по развитию сельского хозяйства, в котором обозначена ключевая цель увеличения потребления местных продуктов со стороны граждан, проживающих в Якутии, ну а также поддержка сбыта в наших сетях и за пределами республики. В эту работу вовлечено ряд министерств. Министерство предпринимательства и торговли активно работает как раз с торговыми сетями с помощью в доступе к ним и с развитием точек продажи. Агентство по привлечению инвестиций осуществляет поддержку в части экспортных контрактов. Целый ряд производителей сейчас плотно работают по выходу на зарубежные рынки в том числе, потому что наша продукция экологическая уникальная и не имеет аналогов в мире. Ну а комплексно, конечно, вопросы поддержки сельского хозяйства ведет Министерство профильное, сельского хозяйства. Я попрошу Александра Павловича Атласова, министра, коротко ответить на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Так, в 2019 году по линии Минсельхоза выделяется 10,5 миллиардов рублей. В основном это сохраняется по сравнению с 2018 годом. Эта сумма сохраняется. Львиную долю занимает эта заготовка сырого молока. Это в порядке 2 миллиарда 717 миллионов рублей. Вот эту сумму мы тоже в этом году сохраняем. А в бюджете Республики Саха-Якутия вот эта сумма уже заложена. Это на объем 77 тысяч тонн молока. По другим подпрограммам у нас по линии Минсельхоза по этой программе работает 16 подпрограмм. В этом году, вы прекрасно знаете, в прошлом году были оптимизации. В этом году мы в основном все направления, 16 подпрограмм сохраняем. Основная подпрограмма в этом году мы восстановили это обеспечение наших сельхозпредприятий энергонасыщенной крупной сельхозтехникой. Мы в этом году заложили 91 миллионов рублей. В прошлом году этих средств не было, вы тоже знаете. Поэтому и по другим направлениям, под программам, это развитие кормопроизводства, тоже 220 миллионов мы тоже сохранили. Это с участием
муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Это 50 на 50, это 50% со стороны республики, бюджета республики, и 50% это со стороны муниципальных районов нашей республики. Вот таким образом мы вот на 2019 год с такими темпами, с такими средствами мы должны достичь наши показатели. Спасибо. Спасибо вам. У нас еще один звонок на линии. Мы готовы слушать. Пожалуйста, вы в эфире. Спрашивайте. Добрый день. Меня зовут Дарья Александровна Петрова, заместитель председателя районного совета депутатов Жиганского района. Общественность нашего района волнует вопрос. Как продвигается решение вопроса по включению северных районов в состав арктических, в том числе наш Жиганский район? Спасибо. Спасибо за вопрос, Дарья Александровна. Мы активно работаем по этому направлению. Арктика является приоритетом для нас. Вы знаете, что в конце года создано специальное министерство, Министерство по развитию Арктики. Возглавил его Александр Александрович Савинов, известный нам всем наш сотрудник. И по вопросу, связанному с расширением Арктики, мы работу ведем давно, но именно осенью прошлого года мы получили такую, ну, можно сказать, окончательную позицию федеральных структур Министерства экономического развития Российской Федерации с поддержкой нашего предложения по включению дополнительных арктических районов, включая и Жиганский район. И сейчас оно находится на рассмотрении в Государственной комиссии по развитию Арктики. Вопросы технические, поэтому я думаю, что в первом квартале или максимум в первом полугодии мы этот вопрос добьем, и данные районы будут включены в состав арктической зоны. Спасибо вам. Осталось до конца приема вопросов, не до конца эфира, до конца приема вопросов порядка получаса. А сейчас у нас есть очередной звонок. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, да, говорите. Алло, здорово. Здорово. Бу хаңла сулуттан эригдим Кельцева Александровна ден 2 группалан велиппин федеральный льготникпин. Мин боланы инсулин буквально лиракунтен инсулин бакахдабын инсулин мин саналар жизненно важный препарат, но бияха бу билигин данное время инсулин ламту солок сок теклер меха буту аптекага. Оно каханкеде онда вовсайнан механава хаңла сулухугар бесплатный бустер мертвых снабжения-то. Махтал. Лекарственное обеспечивание из Хангаласского района, инсулин, обеспечение вот этими лекарствами населения. Вопрос важнейший, находится на контроле. Ну, детально я попрошу министра здравоохранения Елену Афраимовну Борисову ответить на вопрос нашего телезрителя. Действительно, вопрос очень важный, потому что сегодня у нас есть несколько категорий льготников, которые получают лекарственное обеспечение бесплатно. В частности, этого случая, конечно, можно взять, я возьму на контроль, узнаю относительно какой категории льготных граждан относится именно этот пациент. В целом, значит, по инсулину сегодня у нас запасов более чем достаточно. Порядка 11 тысяч единиц доз различного вида инсулина имеется по республике. По Хангаласу конкретно отработаем. Спасибо. Спасибо. Да, Влад, я бы хотела обратить внимание Министерства здравоохранения, так как поступил прямой вопрос по конкретной ситуации, поэтому, Елена Фраимовна, сразу возьмите и сегодня разрешите ситуацию, что за проблема там возникла. Благодарю вас. Еще один звонок у нас в эфире. Пожалуйста. Алло, говорите. Добрый день, Владимир Владимирович, члены правительства. Вас беспокоит с города Алдана Береснева Елена Сергеевна, пенсионерка. В республике проводится множество мероприятий, на которые расходятся бюджетные средства. От основной работы отвлекаются специалисты. Вопрос. Что делается в республике для сокращения и отрегулирования мероприятий? Спасибо, Елена Сергеевна. Мероприятия важны, так же, как и другая
наша работа. Конечно, нужно соблюдать баланс, и всегда мы должны и стараемся в правительстве оценивать эффект от расходования тех или иных средств. В то же время, например, в части спортивных мероприятий мы получаем сразу непосредственно эффект с точки зрения вовлечения наших граждан, молодежи особенно в спорт. Глядя на достижения спортсменов, глядя на зрелищность видов спорта, можно отследить прямую зависимость, прямую корреляцию того, как проводятся знаковые мероприятия и вовлекаются граждане. Те же соревнования «Игры Дети Азии» послужили укреплению и материальной базы спортивных объектов наших, и популяризации спорта среди населения. Аналогично можно и сказать и про культурные, и про общественные события, которые, конечно, также важны. Но более подробно по политике в этой сфере Ольга Валерьевна Балабкина еще добавит как куратор данного блока в правительстве. Да, действительно, одно из поручений моих первых после вступления в должность в Рио главы и после назначения было сокращение количества проводимых мероприятий. И как раз и в полной мере разделяю ту позицию, о которой вы говорите. Что мы имеем на сегодняшний день с точки зрения, как обычно, сравнивают с периодом прошедшим. И если в 2018 году республиканских мероприятий по всей республике было 277, то в 2019 году мы их запланировали 188. То есть снижение практически на 100 мероприятий. Но, как сказал Владимир Викторович, мы понимаем, что значимость каждого из проводимых мероприятий имеет достаточно большую, в том числе и просветительскую, и профилактическую направленность, и в то же время популяризирует те или иные позиции, которые необходимы, начиная от здорового образа жизни, заканчивая физической культурой и спортом. Поэтому сокращение мероприятий идет, а соответственно идет и оптимизация расходов. Но и более того, все мероприятия приводим в четкие нормативы, и на настоящий момент в регулировании в полном находится практически каждое мероприятие, соответствует стандартам и регламентам по финансированию из республиканского бюджета. Спасибо. Внимание, еще один вопрос у нас на прямой линии. Здравствуйте, слушаем вас. Город Якутск, Анастасия. У меня такой вопрос. Недавно в СМИ рассказывали о трагедиях в российских городах, связанных с газовым оборудованием. Принимаются ли какие-нибудь меры в нашей республике? Спасибо. Спасибо. Вопрос актуальный, вопрос острый. Пожалуйста, Алексей Я отвечу. Вопрос действительно очень серьезный, в силу того, что у нас тот же самый город Якутск и населенные пункты, где у нас есть газификация, есть многоквартирные дома, где уже идет износ внутриквартирных и внутридомовых сетей. Соответственно, контроль за этой работой проводит управление Госстройжилнадзор. В прошлом году проверки показали, что есть проблемы в нескольких ТСЖ и управляющих компаний. Мы проводили работу в части того, чтобы в этих домах прошла инвентаризация состояния газового оборудования. Часть ТСЖ было административные правонарушения возбуждены. Я считаю, что в рамках контроля все-таки нам нужно в текущем году эту работу усилить, особенно в летний период, чтобы к подготовке к зиме у нас работа была в полном объеме выполнена. Спасибо вам. Продолжаем эфир. Члены правительства продолжают отвечать на вопросы якутян. Очередной звонок у нас на линии. Алло, здравствуйте, добрый день, ваш вопрос. Здравствуйте, житель поселка Чукурдах Сергей. Вот в нашем поселке в начале июня этого года отключат обычное телевидение у нас отключат в июне месяце этого года. То есть, получается, цифровое только будет. И как быть населению в этом случае? Не у всех же будет цифровое. Спасибо. Спасибо, Сергей, за ваш вопрос. Действительно, мы по всей стране осуществляется переход на цифровое вещание. Могу сказать, что, конечно, это шаг в будущее. В любом случае, именно цифра обеспечивает и достойное качество, и приемлемое, современное, и одновременно расширяет контент, который
к которым имеют доступ наши граждане, и те проблемы, которые... И нам в любом случае нужно двигаться в этом направлении. При этом, конечно, наш приоритет, чтобы этот переход не затронул и не осуществлялся в ущерб нашим гражданам. Работа развернута, ведет ее Кирилл Евгеньевич Бычков, и сейчас подробно расскажет по тому, как переход будет осуществляться. Сергей, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Действительно, это крайне важная тема, и эта тема обсуждалась и весь прошлый год. Это федеральное требование. Вся страна сейчас переходит на цифровое вещание, и аналоговое вещание прекращается. Мы этот период прекращения аналогового вещания оттянули на максимально возможный срок. Небезызвестно, что многие регионы уже перешли на цифровое вещание, например, Тверская область. И очень удобно, что мы можем посмотреть и позитивные, и негативные тенденции, и ситуации, которые произошли в связи с таким переключением. На самом деле, смею вас заверить, что по опыту пилотных регионов, таких в Российской Федерации 3, как я уже сказал, одним из них является Тверская область, никаких сильных неудобств и критических изменений в отношении телесмотрения не произошло. Программа прошла достаточно гладко, и более того, у нас в республике сделаны уже конкретные шаги в этом направлении. У нас заключены договора с двумя компаниями, крупными поставщиками оборудования для цифрового вещания. Это НТВ+ и Орион Экспресс. Такие договора были заключены в прошлом году, и их особенность в том, что жители тех районов, которые не покрываются цифровым вещанием, на сегодняшний момент смогут купить оборудование со скидкой 40%. Для этого нужно подойти в соответствующий пункт продажи этого оборудования, предъявить паспорт с пропиской, и вы получаете такую скидку. Для отдельных категорий граждан, которые не могут себе позволить покупку оборудования даже со скидкой, будут предусмотрено субсидирование из государственного бюджета республики. Поэтому, уважаемые жители, мы этот технологический прорыв, как сказал Владимир Викторович, для вас осуществим максимально комфортно и удобно. Спасибо вам. Правительство республики продолжает принимать и отвечать на вопросы якутян. Следующий вопрос у нас на телефонной линии. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай, с Мегано-Кангалского звоню. Да, Николай, пожалуйста. Ага, вот наш глава Республики Саха-Якутия одним из будущих драйверов назвал туризм. Ага, какие шаги предпринимается правительством для решения данной задачи? И что изменится в туристической отрасли Якутии? Спасибо. Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Действительно, туризм относится к драйверам экономического развития, но что еще более важно, туризм, на мой взгляд, является одним из тех направлений, которые позволят продвинуть нам республику, ее экономику, ее инновационный потенциал, ее возможности за пределами нашего региона и сделать ее действительно известной по всему миру. У нас уникальные возможности для туризма, и у меня лично из моих знакомых нет ни одного человека, который не хотел бы приехать в Якутию. Все только спрашивают на вопрос «как?», ну и дальше уже принимают решения, и здесь мы сталкиваемся с теми барьерами и проблемами, которые есть, и над которыми мы сейчас работаем. Эта задача поставлена перед Министерством предпринимательства, торговли и туризма, и я попрошу Ирину Сергеевну Высоких рассказать, какая система мер у нас уже реализуется для того, чтобы сделать туризм в Республике Саха-Якутия не только привлекательным, но и доступным для всех желающих граждан России и мира. Добрый день, благодарю за вопрос. Развитие въездного туризма является на сегодняшний день перспективным путем решения нашей одной из основных задач – увеличения доли несырьевого экспорта. Поэтому мы, конечно, очень плотно сейчас работаем не только над созданием новых туристских продуктов, но и прежде всего для того, чтобы повысить информирование населения и России, и мира о тех продуктах, которые у нас уже успешно реализуются.
У нас зима начинается с Якутии, привлекла более 10 стран. Туристы в восторге от всех наших дестинаций, которые работают в Якутии, но, к сожалению, мы недостаточно эффективно о них рассказывали. Сейчас у нас переформатирование происходит туристско-информационного центра. Уже дано поручение организовать стойки визит-центра в аэропорту Якутска, то есть наших гостей с самого начала и в международном терминале, и в обычном будут встречать наши красивые девушки в национальных костюмах, которые будут рассказывать гостям столицы о том, какие туристские продукты они могут здесь получить, сколько они стоят, где они могут ознакомиться с национальной кухней и так далее. Плюс ко всему мы работаем на территориальном маркетингом, чтобы сформировать новые точки развития, плотное взаимодействием с районами. У нас вводится рейтинг турпотенциала для районов республики, и я надеюсь, что с муниципальным образованием мы будем работать так же плотно, как, например, сейчас с Аймиконским районом, с которым буквально и днем, и ночью мы обсуждаем перспективы развития полюса холода. Буквально вчера мы обсуждали возможность того, чтобы самолеты непосредственно в аэропорту Аймикона могли садиться. Ну, конечно, это будет узкофюзеляжа, но тем не менее такая возможность есть. Спасибо. Ну, и я уверен, что Мегино-Кангаласский район, его потенциал туристический крайне высок и имеет большую перспективу реализации. Я бы единственное, что добавил к ответу, развернутому Ириной Сергеевной, что если говорить про международный туризм, туризм из-за рубежа, то одно из нововведений, которое можно анонсировать уже сегодня, это то, что в конце 2019 года в городе Якутске заработает режим электронных виз. Он уже работает в городе Владивосток, в Приморском крае был отработан. В результате него поток туристов увеличился кратно в нашу дальневосточную столицу, столицу Дальневосточного округа. Мы аналогичный режим распространим в городе Якутске с конца 2019 года, и любой зарубежный турист может въехать по электронной визе к нам на территорию республики. Ну и аналогично нельзя не сказать, что туризму, уже возвращаясь к нашему туризму наших граждан, одним из препятствий стало приостановление международных полетов авиакомпании «Якутия». Я могу вас уверить тоже, что в ближайшее время это ограничение будет снято, и наши граждане будут иметь возможность прямые перелеты осуществлять из города Якутска в наиболее популярные точки в сопредельных государствах. Спасибо вам. Еще Кирилл Евгеньевич. Добавьте, пожалуйста. Добавить, что действительно это будет для нас ключевым фактором существенного роста туристического потока, поскольку на настоящий момент туристический поток, который составляет у нас в республике около 200 тысяч человек, в основном это граждане Российской Федерации. И, конечно, для нас сейчас очень важно сделать этот поток международным и пригласить туристов из Китая, Японии, Южной Кореи. Это не только наши ближайшие иностранные соседи, но это активно участвующие в различных мероприятиях и путешествиях по всему миру страны. Поэтому, безусловно, увеличить наш туристический поток за счет таких участников будет для нас крайне важно и для известности нашей республики. И, конечно, туристы будут поднимать и развивать наш малый и средний бизнес, который на сегодняшний момент испытывает ряд таких сложностей в направлениях инфраструктурного развития, такие, например, как гостиничный комплекс, комплекс транспортной различной инфраструктуры и, собственно говоря, улучшит сами объекты туристической привлекательности. Благодарю вас. Кабинет министров Республики Саха-Якутия отвечает на вопросы жителей в прямом эфире на каналах НВК Саха-Якутия-24, на радио Т-Тим. Звоните на 320111. До конца приема вопросов осталось 13 минут. Очередной вопрос у нас поступил. Их всего более 250, мне сообщают. И мы слушаем нашего телезрителя. Пожалуйста. Сапонский район, поселок Хандыга. Пецова Надежда Васильевна. Просим на уровне правительства поддержать традиционную отрасль малочисленных народов Севера – оленеводство путем выделения субсидий на закуп оленей для оленеводческих хозяйств из других регионов и помочь оленеводам в сохранении поголовья при борьбе с хищниками. Спасибо. Спасибо, Надежда Васильевна, за ваш вопрос.
традиционные сектора экономики, традиционные виды деятельности коренных малых народов Севера и жителей, проживающих в арктических районах и районах Крайнего Севера, конечно, очень важны. Я уже говорил, что Арктика для нас является приоритетом. Не случайно решением Айсена Сергеевича Николаева было создано специальное министерство, которое 100% своего времени будет уделять вопросам развития Арктики, включая и вопросы интеграции коренных малых народов Севера в экономическую деятельность. Мы подробно уже обсудили ключевые направления. До конца марта 2019 года стратегия социально-экономического развития Арктики будет разработана и представлена на обсуждение. Ну а если подробно про именно предложение ваше, то я попрошу как раз министра по развитию Арктики и по делам народов Севера Республики Саха-Якутия Александра Александровича прокомментировать, как мы будем решать вопрос поддержки оленеводства и других традиционных видов деятельности граждан, проживающих в этих районах. Спасибо за вопрос. Но несмотря на то, что отдельные полномочия с Госком Арктики были переданы Министерству экологии и Министерству сельского хозяйства, совершенно правильно Владимир Викторович сказал о том, что в сфере внимания и влияния, наверное, все вопросы, которые касаются Арктики, будут в сфере нашего внимания. В части, значит, оленеводства, ну, традиционно мы знаем и 40-е годы, советские годы, когда всегда осуществлялся закуп оленей, прежде всего для того, чтобы улучшить породу. С этой точки зрения мы сейчас занимаемся вопросами арктических разделов во всех 23 государственных программах. И понятно о том, что эти предложения будут и в этих арктических разделах. Ну, наверное, так. Спасибо. Да, Денис Георгиевич, пожалуйста. Курируя традиционную отрасль Севера, хотелось бы добавить, что на сегодняшний день на поддержку оленеводства выделяется только субвенции для районов, для поддержки оленеводческих хозяйств порядка 800 миллионов рублей. И также выделяются субсидии на закуп оленей из других, в том числе из других регионов Российской Федерации. Но что касается все-таки сохранности поголовья, вот, связано с хищными животными, хотелось бы отметить, что выделяя эти средства в рамках тех нормативов, которые были разработаны Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, предусмотрены средства на защиту оленей от хищных животных. И эта задача максимально должна стоять перед самими хозяйствами. Я приведу пример Ивено-Батантайского района. Хозяйство, буквально встречаясь в ноябре месяце с оленеводческими хозяйствами, что в период отела они окарауливают практически олень стада постоянно. Они не уходят в свое жилище, постоянно находятся, потому что идет отел, тугуты, хищные животные, понятно, очень большие потери. То есть тут я считаю, что необходимо максимально хозяйствам пересмотреть свои подходы с учетом тех нормативов со стороны районов, которые к ним, на них возлагаются, и обеспечить защиту животных. Помимо этого выделяются средства на закуп шкур волка. Это порядка 25 тысяч рублей на одну шкуру волка и щенят. Ежегодно этот объем составляет порядка 14 миллионов рублей. То есть эти все, в принципе, направления поддержки по защите от хищных животных, по поддержке оленеводства, они имеются. И еще добавлю, что только за последние 5 лет на поддержку оленеводства практически объем субсидий увеличен в 1,5 раза. Спасибо. Продолжаем эфир, продолжаем прием вопросов. У нас на прямой связи очередной телефонный звонок. Здравствуйте, ваш вопрос. Добрый день. Я многодетная мать из Сунцарского улуса. Вопрос у меня такой. На предстоящем Кубке мира
Ильдархан заявил, что дети из многодетных семей будут смотреть это большое событие бесплатно. Для детей из многодетных семей с улусов это будет возможно? Да, конечно, 15-18 марта республика встречает, как представитель Российской Федерации, такое мероприятие, как Кубок мира. И глава республики поставил задачу посещаемость данных мероприятий. И, конечно же, для социально незащищенных или для такой вот особенной категории, такой как многодетные семьи, непосредственно будут предоставлены бесплатные билеты. Поэтому приглашаем вас на Кубок мира и, соответственно, через нашего оператора Министерства спорта и через соответствующее улусное управление образования предлагаю вам разрешить данную ситуацию. Но хочу обратить внимание, что на проводимом Кубке мира у нас будет участвовать 8 стран. И, конечно, хотелось бы всех жителей республики, во-первых, поздравить с этим мероприятием, что оно у нас будет проходить. И, конечно же, каждому показать свою гражданскую активность по его проведению. Спасибо вам. Следующий вопрос также у нас уже на линии. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос слушаем. Алло, здравствуйте, Алексей Пахомов, город Якутск. Ну вот мне понравилась замечательная форма прямого эфира, точнее отчета в прямом эфире правительства, да? Но может есть смысл покончить нам с практикой разъезда правительства, с отчетами по районам? Все-таки это очень много средств отвлекается из бюджета, но вы, члены правительства, занимаются вообще не своей деятельностью, получается. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Скажу честно, мы думали над этим вопросом, но для меня принципиально важно, чтобы, главное, каждый гражданин, каждый житель Якутии имел возможность задать свой вопрос и услышать ответ непосредственно от членов правительства, от руководства, от ответственных сотрудников. К сожалению, на сегодняшний момент, в силу ограничений по связи, в силу других организационных моментов, если мы полностью откажемся от выездов в районы и в населенные пункты, мы такую возможность не создадим. В таких реалиях живут граждане нашей республики, что крайне важно, и поэтому мы приняли решение, несмотря на значительные организационные сложности, эту форму пока сохранить. Мы будем думать над ее развитием, и если у вас, Алексей, или у других зрителей или заинтересованных граждан появится предложение по тому, как еще делать работу правительства более открытым, мы с удовольствием будем их учитывать. Например, я сам и члены правительства регулярно участвуют в Инстаграм-эфирах. Мы знаем, что большое количество граждан нашей республики используют эту социальную сеть, и на них стараемся отвечать на вопросы. У нас есть замечательная практика в Якутске, One Click Якутск, портал, на котором обрабатываются обращения по острым злободневным вопросам. Сейчас по поручению Айсена Сергеевича Николаева ведется работа по его расширению на всю Якутию. One Click Якутия в этом году будет запущена, и мы будем постепенно наращивать сервисы, которые будут доступны гражданам. Но в то же время вопрос экономии на том, чтобы остаться и стать еще более открытыми и доступными, не стоит. Мы будем делать все усилия, все организационные задачи будем решать, но правительство нашей республики будет оставаться открытым, прозрачным, доступным для каждого гражданина нашей республики. Спасибо. Владимир Викторович, мне сообщают, что остается буквально 4 минуты до конца приема вопросов. Нам принять вот эти буквально пару вопросов? Вот, или... У меня предложение есть. Мы действительно работаем давно, но вопросов много, вопросы важные. Я считаю, что нам нужно еще 10 вопросов принять, и после этого уже будем принимать решение об окончании эфира, если такая техническая возможность у нас есть. Вас поняли, спасибо. В таком случае мы продолжаем принимать вопросы. Еще 10 вопросов будут приняты, озвучены, и на них будут получены ответы от Кабинета министров республики. Пожалуйста, на прямой связи наш телезритель, мы вас внимательно слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Уважаемые члены правительства, это Беркан-Велийский улус. У телефона Степана Георгий Алексеевич, заместитель председателя Улусно-общественно-экологического совета. У меня вопрос о питьевой воде. Очень отрадно слышать из уст Алексея Засимовича, потому что в Велийской группе
УЛУСа будут проведены работы по поиску питьевой воды. Вместе с тем, в начале 90-х годов аналогичная работа, буровые работы в нашем УЛУСе проведены. На месте тем эксплуатация данных скважин с целью для питьевой воды были перестановлены из-за высокой концентрации металла, в частности железа. Какие будут меры приниматься по дальнейшей очистке воды из скважин и какие работы будут ведутся в дальнейшем направлении? Спасибо. Ну, как озвучивалось, есть договоренность с компанией «Алроса», что ежегодно компания «Алроса» будет перечислять 150 миллионов рублей в фонд будущих поколений. И эти средства будут направляться на решение вопросов питьевой воды в Вилюйской группе районов. Правительство разрабатывает программу, она буквально в ближайшее время будет утверждена. И мы распределим по населенным пунктам, какие виды работ где будут проводиться. Конечно, вот сейчас аналитика показывает, что в каждом населенном пункте это будет по-разному происходить. Потому что где-то есть в районных центрах уже имеющиеся водоочистные станции, где-то в маленьких населенных пунктах тоже очистка есть, но недостаточных объемов. Где-то надо брать с реки воду, а где-то действительно уже есть результаты прошлых лет по наличию скважин с водой. Соответственно, мы все это учитываем и в программе отразим. Для нас очень важно, чтобы все-таки вопросы водоснабжения были решены. Понятно, что не везде мы сможем провести сети водоснабжения. Где это возможно, это будет сделано. Где есть возможность обеспечить подвозной водой, это будет тоже делаться. Соответственно, мы по каждому населенному пункту отразим. Ну, кроме Вилюйской группы, у нас попадают в эту программу еще Сельдюкар и Жиганск. Спасибо вам. У нас еще остаются 9 вопросов. Позвольте напомнить, что понятно, что поступили более 300 вопросов, и они не будут приняты в прямом эфире, но ответственные органы, министерства, ведомства дадут эти персональные ответы гражданам. Контакты этих задавших вопросы якутян имеются, поэтому на них выйдут и дадут ответы на их вопросы в ближайшие дни. Сейчас в прямом эфире очередной вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, зовут Анна Верстова. Я с Аймякунского района, являюсь лидером молодежи. Всероссийских образовательных молодежных форумов. Как принять участие в молодежных форумах? Да, спасибо, понятно. Я начну отвечать на вопрос. Спасибо за него. Для нас крайне важно, чтобы каждый молодой, активный житель республики был включен в те процессы, те мероприятия, те события, которые происходят в центре нашей республики, в Якутске, в Дальневосточном федеральном округе, по всей стране, а в идеале и в ключевые мировые события. Если возвращаться на то, что уже делается сейчас, то наша молодежь активно участвует в проводимых федеральных форумах. В прошлом году это был форум «Амур», который в городе Хабаровске проходил, форумы, которые проходили в центральной части России, территория смыслов, в Крыму, а также принял участие получается, уже в 2017 году в международном фестивале всемирном молодежи и студентов. Такую практику мы будем продолжать развивать, будет свое развитие получать форум, который у нас проводится в Якутске, созвездие Севера. В прошлом году я лично в нем принимал участие, с большим удовольствием пообщался с ребятами со всей республики и считаю этот формат крайне важным и крайне нужным. Но с точки зрения практических вопросов, как подать заявку и как принять участие, я тогда попрошу министра по делам молодежи и социальных коммуникаций республики Степана Анатольевича Саргадаева буквально в 2 словах сказать, на какой сайт выйти, какую заявку подать и как заявиться для участия в данных мероприятиях.
Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо за вопрос. Вы можете подать заявку через вашу администрацию района и через наш сайт Министерства по делам молодежи. Спасибо. Спасибо за ответ, но я просто хочу, как тогда задачу, прямо сейчас поставить, Степан Анатольевич, вашему министерству, потому чтобы в первом полугодии 2019 года у нас заработал один электронный сервис, в котором каждый заинтересованный молодой человек сможет подать заявку. Понятно, что мы не все их удовлетворим, но должны быть понятные, прозрачные критерии и результаты, кто в итоге на какие мероприятия попадает, чтобы не возникало ощущения, что тут какой-то идет отбор, какая-то предвзятость, еще что-то. Мы не отменяем участие, безусловно, муниципальных районов, но еще раз прошу как поручение в адрес министерства это зафиксировать, чтобы у нас такая система в первом полугодии 2019 года заработала, и чтобы напрямую каждый заинтересованный житель мог подать заявку для участия и получить обратную связь. Это же относится и к игре «Министр». Я тут два слова еще хотел сказать, что в этом году мы ее будем перезагружать. Степан Анатольевич с командой сейчас подробно работает над этим вопросом. Сделаем ее максимально доступной, максимально расширим охват участников и еще усилим вот этот функционал ее по выявлению лидеров, неравнодушных людей и по содействию им в реализации. Соответственно, другие направления тоже прорабатываются, и будем рады вашим новым предложениям. Благодарю вас. Леонид, разрешите, я дополню, да, Владимир Викторович. Если конкретно по вопросу касаемо всероссийских форумов молодежных, то любой молодой человек, живущий на территории республики, может непосредственно осуществить это через вхождение в автоматизированную систему информационную, которая называется «Молодежь России». После регистрации в этой автоматизированной системе осуществляется выбор того конкурса, в котором будут участвовать. Соответствующая заявка после этого поступает в управление по делам молодежи соответствующего района, и уже затем в последующем министерство определяет порядок формирования делегаций, соответствующей частичной компенсации затрат на выезд на эти форумы. Поэтому система достаточно отлажена, мы находимся в общероссийской схеме данных взаимоотношений. Хотелось бы, чтобы мы были более активны в данном направлении. Спасибо за такой хороший вопрос. Спасибо. Еще 8 вопросов мы успеем принять и получить на них ответы. Здравствуйте, вы на прямой связи. Алло, здравствуйте. Это Светлана из Якутска. Нынешний год у нас объявлен годом театра. Вот сможем ли мы увидеть спектакли московских театров, куда поедут наши театры на гастроли? И еще вообще будут ли возобновлены гастроли наших театров по Якутии? Спасибо большое. Спасибо, Светлана, за ваш вопрос. Театр традиционно в Якутии имеет очень большое развитие. Наши театры обладают авторитетом мировым. И, конечно, важно, чтобы зрители наши имели возможность доступа к лучшим произведениям театрального искусства. Я попрошу министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрия Степановича Куприянова коротко рассказать, что в рамках года театра будет сделано для решения этих задач. Спасибо за вопрос. Поздравляю всех с годом театра. Да, действительно, год будет богат на театральные события. Самое главное событие года театра для нашей республики, наверное, сюда приедет театр имени Вахтангова. Это будет, ну, такой, скажем, комплимент федерального центра. Это обменные гастроли, финансируются за счет федерального бюджета. Наши театры посетят тоже весь Дальний Восток. Русский драматический театр поедет в город Магадан. Наш Саха-театр имени Юнского и театр оперы и балета тоже посетят Хакасию, Абакан и Москву и Санкт-Петербург. Театр Ланхо будет участвовать в театральной олимпиаде в Санкт-Петербурге. Мы будем представлены в Золотой Москве в апреле месяце, тоже в городе Москве. Мы будем везде, на всех многих фестивалях. Новые постановки ждут горожан и жителей нашей республики во всех наших 10 театральных учреждениях. Ну и кульминацией всех этих событий, я думаю, что станет наш юбилейный 10-й театральный фестиваль, так и называется, «Желанный берег», который начнется с 22 и до 27 марта, 27 Международный день театров. Это будет вот кульминация этого года. Спасибо. Спасибо.
Слушаем наших телезрителей. Поступил звонок. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Саргалана, я из Якутска. Мы проживаем в аварийном доме КПД, квартира 45 квадратных метров, и прописано нас 7 человек. Фактически это 2 семьи. Я с мужем, его родители и 3 детей. В квартире очень тесно. Возможно ли при переселении предоставление нам 2 квартир? Спасибо. Кирилл Евгеньевич ведет этот вопрос, пожалуйста. В настоящий момент, согласно федеральному закону, который был принят в 2007 году и пока не претерпел еще изменений, не принято вместо него иных актов, закон номер 185 о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства при переселении граждан из аварийного жилья предоставление 2 квартир вместо 1 не предусмотрено. Но могу сказать, что при переселении, во-первых, предоставляется, конечно, жилплощадь гораздо лучшего качества. И, как правило, могу успокоить и заверить, как правило, поскольку дома строятся уже в новых компоновках, эта жилплощадь больше по количеству квадратных метров. Спасибо вам. Следующий вопрос мы слушаем, мы приняли. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, уважаемые члены правительства. Меня зовут Елена, я звоню из города Якутска. И хотела бы узнать, как идет строительство второй очереди онкологического диспансера. Спасибо. Спасибо, Елена, за ваш вопрос. Онкологический центр является ключевым объектом здравоохранения, над которым, наверное, не будет преувеличением с моей стороны, что работает практически все правительство республики. Как вы знаете, в декабре 2018 года была сдана первая очередь онкологического диспансера, и уже началась работа данного объекта здравоохранения. Мы буквально в январе на днях получили положительное заключение главгосэкспертизы России по проекту строительства второй очереди онкодиспансера. Это было основным препятствием, которое не позволяло нам получить средства, быть включенным в программу Минздрава. На встрече Арсения Сергеевича Николаева с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой было также обсужден этот вопрос. Поручение включить наш объект в программу Минздрава профильную было дано министром Российской Федерации, поэтому мы ждем сейчас, работаем плотно по тому, чтобы уже окончательное решение со стороны Федерации получить. После того, как оно будет получено, мы, собственно, активно, не дожидаясь доведения федеральных средств, начнем за счет регионального бюджета тех средств, которые предусмотрены по софинансированию, осуществлять строительные работы с тем, чтобы в максимально короткие сроки онкологический центр был построен. Поручение это относится к персональным поручениям Арсения Сергеевича. Закреплена личная ответственность Ольги Валерьевны Балабкиной за реализацию данного объекта. Но еще раз повторю, что все правительство, мы как команда работаем, и могу вас уверить, что в этом году строительство начнется и будет завершено в максимально короткие сроки. Спасибо вам. 5 вопросов еще мы можем принять в рамках этого прямого эфира. Уважаемые телезрители, наш следующий вопрос. Дозвонились. Слушаем вас. Это Александров Александр, город Нюзба. У меня такой вопрос о занятости сельского населения. Тут очень много ребят сельского населения из-за того, что работы нету, и едут в города. У меня вот такой вопрос. И очень много предприятий, которые заняты добычей недр нашей Якутии, да. Я бы хотел узнать, есть какое-нибудь квотирование для трудоустройства сельского населения? Там очень много вахтовых методов есть. Ну, разные циклы, там, от 15 месяц, там, 3-6. Вот, например, такие организации, как Сургутнефтегаз, Алроса, геологи, вот эти. У меня такой вопрос насчет этого. Спасибо большое за вас вопрос, Александр.
Я, когда только начинали мы прямой эфир, тоже обращал на нее внимание. Я считаю программу «Местные кадры в промышленность» ключевой для обеспечения достойной заработной платы, достойных мест работы для каждого жителя нашей республики. И жители, проживающие в сельской местности, по статистике, по тем данным, которые у нас есть, относятся к наименее обеспеченным слоям населения. Конечно, мы особое внимание в рамках реализации этого проекта уделяем именно гражданам данной категории. В следующем году мы усилим эту работу с каждым промышленным предприятием, с каждым крупным недропользователем заключаются соглашения о социально-экономическом развитии, они заключены, в них установлены показатели найма персонала, увеличение количества работников и те меры, которые работодатели будут предпринимать по трудоустройству именно граждан нашей республики. Целый ряд наших министерств работает. Это и Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, задача которого заключается в том, чтобы развернуть программу профессиональной ориентации и обеспечить для жителей села первичные навыки, достаточные для дальнейшего освоения профессии, востребованной на промышленном производстве. Ну и это, конечно, Государственный комитет по занятости населения, который и ведет эту программу, и к прямым полномочиям которого относится его реализация. Большое количество рабочих мест, повторюсь, будет создано в ближайшие годы. Например, только компания «Колмар» уже заявила, что в ближайшие годы 3000 дополнительных рабочих мест будет создано. Ну и другие наши недропользователи также существенно планируют наращивать объем нанимаемых сотрудников. Чтобы мы все понимаем, что в вахте не заинтересованы ни издалека не сами работодатели, ну и, конечно, для нас, для республики, задача максимально заместить вахту трудоустройством местных работников. Поэтому работа эта будет продолжена. Говорить о квотах жестких, наверное, сейчас пока рано, но точно одним из показателей в реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между недропользователем и республикой фигурирует количество сотрудников из районов сельскохозяйственных, которые трудоустраиваются на этом предприятии. Спасибо. 4 вопроса мы еще успеем принять до конца эфира. Пожалуйста, спрашивайте ваши вопросы. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Павел Якутска. Сегодня в республике упор делается на инновационное и цифровое развитие. Есть отдельный указ главы республики. Недавно открылся IT-парк. Скажите, какие достижения есть у компаний, которые работают в IT-парке, и обозначены ли перспективы направления для молодежи? Спасибо. Спасибо, Павел, за ваш вопрос. Действительно, инновационная экономика, креативная экономика является нашим приоритетом, и наша задача сейчас, вот в ближайшие годы, на основе базовых традиционных отраслей создать возможности для роста именно этих секторов. В прошлом году мы создали целый комплекс институтов поддержки развития предпринимательства в этой сфере. Это IT-парк, который вы упомянули, который предоставляет возможности технические, здания и возможности включения в работу всех институтов. Это фонд поддержки инноваций, который мы создали, который будет предоставлять грантовую поддержку на самых ранних этапах развития, а также реализовывать акселерационную программу, то есть программу образования, в которой стартапы, начинающие предприниматели или те, кто пока еще не начали предпринимательскую деятельность, но заинтересованы в ней, могут узнать об особенностях ведения бизнеса в IT-сфере и о мерах поддержки. Буквально вчера и позавчера у нас состоялись семинары представителей федеральных структур, федеральных компаний, которые на глобальном рынке играют. Компания Omnicom у нас приезжала, с большим успехом провела свои образовательные программы. Это один из стартовых мероприятий как раз вот этого акселерации. Мы готовимся к запуску этого фонда. На более поздних стадиях также меры поддержки определены. Созданы по двум направлениям созданы совместные проекты. Это совместный фонд с
компанией Веб-инновации федеральной, который будет финансировать уже более серьезные компании, а также с Фондом развития Дальнего Востока мы договорились о выделении финансирования по линии Фонда поддержки высокотехнологичного производства на Дальнем Востоке. Наша задача 2019 года, чтобы все эти проекты заработали и начали успешно реализовываться. Программу акселерации не менее 100 компаний должно пройти, а общее количество резидентов технопарка должно также планомерно расти и увеличиваться объем их оборота до 400 миллионов рублей он должен достичь. Если говорить про конкретные проекты, то их достаточно много. Я вместо того, чтобы их перечислять, приглашаю вас на экскурсию в IT-парк и всех телезрителей. Вы можете обратиться в здание по адресу Ленина, дом 1, там находится точка кипения и IT-парк. С удовольствием наши сотрудники проведут для вас экскурсию, расскажут о том, как работают высокотехнологичные производства в республике, каких успехов они добились и как можно попасть на эти программы. Спасибо. Правительство республики продолжает отчет за работу в 2018 году в прямом эфире. Принимаем вопросы от якутян. 3 вопроса у нас остаются. На прямой связи с нами очередной житель республики. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, говорите. Да, связь отключилась. Я уверен, что либо этот, либо другой телезритель дозвонится. Алло, слушаем, да, вас? Да, связь есть. Мне говорят, что связь налажена. Слушаем вас. Есть ли у нас связь? Алло, говорите. Хорошо, давайте, пока принимаются звонки, я задам вопрос. Пожалуй, то, что интересует жителей республики, независимо от географии и категории граждан, это заработная плата. Что с этим будет, что с этим вопросом, те же национальные проекты в республике, как будут реализованы именно в касающиеся заработной платы? Спасибо за вопрос. Как уже прозвучало в начале нашего эфира, в 2018 году мы обеспечили увеличение средней заработной платы с 38 до 46 тысяч рублей. За этими цифрами скроются действительно серьезное увеличение качества жизни. Если мы вдумаемся, то это 1/3. На треть выросло объем располагаемых доходов, которые в среднем наши граждане имеют. Понятно, что мы не можем говорить о том, что это равномерно произошло. К сожалению, определенная дифференциация есть. Мы сфокусировались в соответствии с указами президента на определенных категориях бюджетников, ну а также на увеличении, вернее, на расширении найма сотрудников в промышленные предприятия, о чем я только что говорил. Но работу нам предстоит очень большую провести в 2019 году. И вот как раз в части сокращения дифференциации в оплате труда бюджетников я хотел подробнее попросить рассказать Ольгу Валерьевну. Она много этим вопросом занимается, а вопрос достаточно остро стоит и требует нашего совместного такого интенсивной очень работы. Спасибо, Владимир Ильич, за вопрос и за предложение продолжить эту тему, потому что действительно вопрос именно заработной платы, он сегодня у нас является проблемным с 2 позиций. Прежде всего, с точки зрения структуры заработной платы, буквально на прошлой неделе мы закончили заседание межведомственных комиссий по всем отраслям Республики Саха-Якутия с точки зрения того, из чего должна состоять структура заработной платы. И если до определенного периода в структуре заработной платы большинства работников у нас преобладала стимулирующая часть, что позволяло делать заработную плату во многом зависимую от руководителя, я всегда говорила, что руководитель любого учреждения – это лицо, отвечающее за социальное самочувствие. И не всегда это получалось так, как это могло быть достаточно справедливо относительно тех, кто ее получает.
Поэтому нами приняты по каждой отрасли принципиальное решение об увеличении основной части заработной платы и уменьшении вот именно как раз той части, которая представляет стимулирующую часть. Данные положения начнут по разным отраслям действовать с разных периодов. Сейчас появятся ведомственные приказы министерств и ведомств. Не йота копейки, ни одна копейка не будет уменьшена, фонды оплаты труда остаются в тех же размерах, заработная плата остается в тех же размерах, с учетом тех увеличений, которые должны происходить. Меняется лишь только структура. Говоря об изменении структуры, я бы хотела обратить внимание и на то, что тогда, когда мы увеличиваем основную гарантируемую часть, мы придаем совершенно иное значение стимулирующей части. Вот те расходы и те части заработной платы, которые находятся в стимулирующей части, они действительно должны быть очень четкими и должны предопределять повышенные требования к той или иной работе. Качество работы, оно прежде всего определяется и стимулирующими выплатами, и премиальными выплатами. Поэтому, устанавливая эту структуру, мы должны прежде всего поменять отношение к оплате труда как таковой, к тем денежным средствам, которые получаются. По основной же проблеме, которая до настоящего момента остается, это проблема, которую мы приняли решение решать поэтапно, связанная с повышенной дифференциацией заработной платы. Диспропорция, которая возникла между заработными платами квалифицированного работника и неквалифицированного работника, сегодня особо ярко выражается в том, что согласно действующих тарифных сеток до определенного периода заработная плата неквалифицированного работника в полном объеме начала приравниваться к заработной плате квалифицированного работника. А соответственно теряется и само отношение к тому, что для чего учиться, если можно, не получая образование, соответственно, получать эту заработную плату. Поэтому для восстановления этого принципа в соответствии с Трудовым кодексом принят ряд мер поэтапного характера, увеличение фондов оплаты труда прочих работников на 4% и затем, последующее его уже установление окладов по каждой отрасли. Но здесь, еще раз обращаю ваше внимание, каждый министр должен нести ответственность за ту систему оплаты труда, которая у него в отрасли существует, и четко понимать, за что, какой оклад существует, какие стимулирующие выплаты, какие в какой части работники у него находятся по оплате труда, для того, чтобы разъяснять каждому гражданину. Спасибо. 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 Мне вот коллеги передали поступившие вопросы, они все записаны, их здесь более 200, огромная стопка, география самая разная, разные районы республики, разные населенные пункты, сферы тоже абсолютно разные жизнедеятельности, транспорт, дороги, сельское хозяйство и многие другие вещи, которые волнуют якутян. Давайте примем звонок. Пожалуйста, на прямой связи с нами наши зрители. Здравствуйте. Говорите, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. С города Якутска звонит Татьяна Федотовна. Я бы хотела задать вопрос. У меня есть участок в микрорайоне Сатал, он стоит в обременении по железной дороге. Я бы хотела узнать, когда это обременение снимут. Спасибо, Татьяна Федотовна, за ваш вопрос. По отношению к участкам в этом товариществе «Сатал» много вопросов поступает. Я поручил разобраться с ним. Сейчас мы комплексный еще подход вырабатываем, но уже сегодня определенную информацию можно дать. Я попрошу тогда прокомментировать этот вопрос министра имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия Евгению Васильевну Григорьеву. Пожалуйста, Евгения Васильевна. Добрый день, Татьяна. Данные земельные участки, они были обременены по распоряжению администрации городского округа Якутск. И распоряжение администрации, оно было снято по решению суда в 2018 году. Сейчас же нужно внести изменения в документы территориального планирования, начиная с схемы территориального планирования республики и генплана города Якутска. Эти мероприятия будут проводиться. Спасибо. Ну, Татьяна Федотовна, я просто хочу тоже зафиксировать
поручение в адрес Евгения Васильевны вашего министерства, чтобы мы дорожную карту по переводу земель и по осуществлению необходимых процессуальных действий выработали в течение 2 недель до середины февраля, до 15 февраля. И эту дорожную карту сделали публичной, чтобы граждане, которые волнуются, переживают за свои земельные участки, понимали, в какие сроки те или иные процедуры будут сделаны и какие документы нужно будет им представить. Вопрос может быть не таким быстрым, но, Евгения Васильевна, тоже просьба представить предложение, как мы можем ускорить оформление процедур, чтобы градостроители наши процедуры не затянули этот и так затянувшийся излишний вопрос. Поэтому, Татьяна Федотовна, возвращаясь к вашему вопросу, давайте договоримся так, что до 15 февраля на портале, на сайте Министерства имущественных и земельных отношений разместит дорожную карту, в которой будет четко понятно, какие сроки и какие процедуры будут выполнены для легализации и придания нормативного статуса, нормативного положения вашим участкам. Спасибо. Еще один звонок поступил. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые члены правительства. Я Алексей Курило, Нижнеколымский район. У меня такой вопрос. У нас сейчас есть уникальный шанс развернуть грузопоток, идущий в западные районы Чукотки, на Зеленомысский речной порт. Но для этого нужно завершить строительство дороги на Чукотку. Когда все-таки это произойдет? Спасибо. Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Вопрос мы прорабатываем в рамках нацпроектов, комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Алексей Засимович подробно его ведет, поэтому он подробно сейчас ответит. Пожалуйста, Алексей Засимович. Спасибо, Алексей, за вопрос. Действительно, строительство дороги до Чукотского автономного округа – это очень серьезная тема, в силу того, что это дает возможность загрузки порта «Зеленый мыс» и использовать связи с соседним регионом. Надо иметь в виду, что Чукотка свои обязательства выполнила, они дошли с автодорогой до границы Республики Саха-Якутия. Мы со своей стороны сделали заявку на финансирование из федерального бюджета в объеме 4 миллиарда рублей. Расстояние там приличное, 60 километров, и, соответственно, требуется перепроектирование. Этими вопросами мы занимаемся. Но я бы, наверное, еще хотел добавить в части участия республики в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы добились, что впервые городскую агломерацию города Якутска включили в финансирование из федерального бюджета и договорились с городским округом, что будем в том числе из республиканского бюджета, из дорожного фонда финансировать дороги города Якутска. Администрация будет выделять средства. В итоге у нас ежегодно на дороге города Якутска будет выделяться 1,5 миллиарда рублей. Мы в этом году по городскому округу большие работы будем проводить по Хатын-Ирякскому шоссе. Там будет полностью твердое покрытие заменено. Будет строиться мост в микрорайоне Северный, это там, где выделяли земельные участки для многодетных семей. Реконструкция улицы Ларионова. То есть очень большой пласт работы. В том числе мы из федерального бюджета будем получать средства на региональные дороги. То есть в течение 6 лет мы должны направить более 15 миллиардов для того, чтобы региональные дороги привести в порядок. Очень большая работа предстоит. Тут, представляете, за 6 лет только на город Якутск будет выделено 9 миллиардов рублей из разных источников. Так что большая работа, которая была проведена, и в этом году все начнется. Спасибо. Мы сейчас готовы принять завершающий телефонный звонок от наших телезрителей. Пожалуйста, вы на связи. Алло, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да. Это Николаева Марьяна, звоню с города Якутска. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня вопрос про частные детские садики. У меня сын после 3 лет ходил в частный садик, и ему субсидию делали, скидку 50%. А дочке сейчас 1,5 годика, и цена на садик 100% оплата. И вопрос у меня будет ли поддержка государства для детей до 3 лет? Спасибо
Мария, за ваш вопрос. Вопрос, он действительно важный, волнующий многих жителей. Кстати, он непосредственно связан тоже с проблемой повышения благосостояния, потому что возможность отправить деток до 3 лет в садик способствует тому, чтобы семья повышала свой уровень заработной платы, располагаемый доход. Как уже Ольга Валерьевна отмечала, когда отвечала на похожий вопрос, у нас по линии федерального центра принято решение по расширению мер поддержки. Мы сейчас ждем окончательных решений по тому, чтобы то финансирование, которое будет доведено в рамках национального проекта по линии образования, было распространено как раз на сокращение очереди среди детей от 1,5 до 3 лет. Но понимая значимость этого вопроса и понимая, что на самом деле ситуация действительно странная, потому что после 3 лет мы определенную поддержку оказываем, и серьезную поддержку не государственным детским садикам, а они существенный вклад оказывают в решение этой проблемы. Я считаю, что не дожидаясь даже решения федерального центра, нам нужно принять решение о том, чтобы те меры республиканского характера, из республиканского бюджета, которые мы направляем на детские садики для детей от 3 лет, были распространены и на детей от 1,5, на образовательные организации, садики частные, которые оказывают услуги от 1,5 до 3 лет. Поэтому я прошу Министерство образования и науки Республики, Ирина Павловна, любимая у вас, и Ольгу Валерьевну Балабкину в кратчайшие сроки такие предложения разработать, документы представить, и мы, я думаю, что в первом квартале их утвердим и распространим, не дожидаясь решения федерального центра, региональную поддержку на эту категорию родителей. Ну, а дальше продолжим работу по получению средств из федерального бюджета. Спасибо. Так, на этом прием вопросов завершен. Спасибо всем зрителям, кто дозвонились и задали свои вопросы. Все они записаны, они буквально вот передо мной. Вот эти все карточки с вашими именами, с вашими координатами, с вашими вопросами, которые вы задали, будут переданы в правительство республики, в соответствующее министерство и ведомство. Ответы на них будут сформированы и доведены до каждого жителя республики, который вышел на прямой эфир с вопросами в ближайшие дни. Кроме того, как известно, правительство скоро отправится на выездные отчеты правительства на места, в населенные пункты. Там тоже вы можете задать свои интересующие вопросы напрямую к руководителям республики. В завершении эфира я хочу попросить председателя правительства Владимира Викторовича Солодова подвести общие итоги всего того, что здесь сегодня прозвучало, и рассказать несколько слов якутянам о том, что их ждет в текущем году и в ближайшем будущем в целом. Пожалуйста. Спасибо, Владислав. Уважаемые телезрители, спасибо вам большое за активное участие в сегодняшней передаче. Я действительно все вопросы возьму в проработку, они будут поставлены на контроль, и вы, безусловно, получите на них ответы. Ну и я хочу как главную задачу, которая стоит перед правительством в 2019 году, обозначить как раз изменение и развитие характера нашей работы. Начиная с сегодняшнего прямого эфира, которым мы начинаем отчет правительства, затем мы будем расширять практику персональных поручений. Вы знаете, что в послании главы Республики Айсена Сергеевича Николаева этот принцип уже был заложен. Буквально на днях персональные поручения получили все члены правительства Республики Саха-Якутия. И мы переходим к системе управления, в которой не должно быть такой ситуации, когда поручение дается, и потом оно уходит в никуда. Понятно, что не все мы можем решить мгновенно, не все решения, которые нам хотелось бы принять, у нас удается в нужный срок принять, но в любом случае система контроля, ответственности, отслеживания результатов, система отчетности, она будет и уже внедряется в правительство, и она будет делаться максимально прозрачной для вас, для граждан республики, для всех заинтересованных сторон. Это и переход на новую, более эффективно работающую систему порталов органов государственной власти. Большое внимание будем уделять упрощению государственных услуг и сокращению времени обслуживания в многофункциональных центрах. Ну и сама система национальных проектов, которая определена поручениями президента Российской Федерации, она предполагает переход на новый
принцип работы, проектной работы, ориентированной на результат. Все члены правительства уже почувствовали на себе его, что мы меняем подходы. Ну а я уверен, что в 2019 году и граждане его почувствуют в виде тех результатов, которые мы будем достигать. Основная задача, которая перед нами стоит, повышение благосостояния граждан, решается в первую очередь, конечно, за счет создания сильной, устойчиво работающей экономики. И это останется приоритетом. Нам нужно обеспечивать тот рост, который уже достигнут в 2018 году, его продолжение и развитие в 2019 году. Одновременно я хочу обратить внимание и на качество экономического роста. Оно складывается из того, какие сферы получают особое развитие. Не секрет, что сейчас у нас основная часть обеспечивается за счет добывающей промышленности. Мы будем осуществлять постепенный, планомерный, последовательное усилие для того, чтобы увеличивать перерабатывающую часть, глубокую переработку, потому что она создает больше рабочих мест, она вовлекает больше высококвалифицированных специалистов, и она в конечном счете создает новое качество жизни для каждого из нас. Новая экономика, которая должна быть создана на той базе, которая у нас уже есть, это ключевая задача в сфере экономики. Что для этого нужно? Ключевой момент и вопрос, который и сегодня неоднократно поднимался, это инфраструктура. В силу огромной территории, в силу большого отставания по уровню развития инфраструктуры у нас объективно существуют препятствия для развития бизнеса, для развития предпринимательства и для повышения качества жизни граждан. Среди ключевых объектов инфраструктуры, на которые мы нацеливаемся и который мы хотим решить в 2019 году, это, конечно, мост через реку Лена. Признаться честно, я удивлен, что сегодня ни разу вопрос по мосту не был задан в прямом эфире, но, наверное, мы уже достаточно прозрачно по этому направлению работаем, и он был отражен в вступительном ролике, но как бы то ни было, я хотел повторить, что мост через реку Лена ключевой объект для нас, и мы добьемся в 2019 году решения федерального центра о финансировании и определении механизма этого финансирования. Принципиальная поддержка есть. Нам остается отработать с федеральным министерством механизмы и детали. Они немаловажные, потому что, как известно, дьявол кроется в деталях, и важно, чтобы они обеспечивали достаточно быстрое решение этого вопроса и одновременно не возлагали излишний груз на бюджет нашей республики. Два ключевых объекта в сфере здравоохранения тоже сегодня упоминались. Это онкологический диспансер, вторая очередь, по которой мы надеемся и уверены в том, что будет получено положительное решение в 2019 году, и кардиологический центр в городе Якутске, центр, направленный на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Я не буду останавливаться на других объектах инфраструктурных, их достаточно много, и за каждым из них закреплена ответственность конкретно министра или заместителя председателя правительства, и мы будем в 2019 году обеспечивать планомерное ее расширение, планомерное решение этих вопросов. Последний момент, на котором я хотел остановиться, опять же, я о нем уже говорил в начале, но считаю важным подчеркнуть его значимость, это снижение бедности. Тот комплексный вопрос, который касается каждого министерства в республике и который начинается с уровня заработной платы, с доступности услуг, с уровня цен на продукты питания, продукты первой необходимости. На него же влияет и развитие социальной инфраструктуры, на него же влияет и транспортная доступность, и все остальные. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы уровень бедности у нас начал сокращаться. У нас запредельно высок. Планку 2019 года мы ставим на уровне 18%, ну а к 2024 году нам необходимо сократить уровень жителей республики, живущих за чертой бедности, в 2 раза, до 10%. Уверен, что эту задачу мы будем решать совместными усилиями. Ну и хочется напомнить, что в 2019 году у нас пройдет целый ряд значимых
наших мероприятий. Мы ждем целый ряд спортивных событий, мартовские соревнования Кубок мира по вольной борьбе Ольга Валерьевна уже анонсировала. Я хотел напомнить, что в 2019 году у нас пройдут 7-е спортивные игры народов республики в селе Амга, долгожданное наше событие, Международный фестиваль циркового искусства «Мамонтенок», год театра, который мы тоже сегодня обсуждали, безусловно, не пройдет мимо. И мы движемся к значимому большому событию 2022 года, столетию Якутской АССР, когда нам предстоит уже такого федерального значения мероприятие провести в республике. Хочу напомнить, что 2019 год объявлен главой республики годом консолидации. Очень надеемся, уважаемые телезрители, на ваше активное участие в очных мероприятиях отчета правительства, которые начнутся уже на следующей неделе. Приглашаю вас всех приходить на заседания, на встречи с гражданами, активно задавать вопросы, потому что именно вопросы, волнующие вас, и являются главными ориентирами, главными задачами, главными направлениями, по которым мы продолжим работу в 2019 году. Спасибо, Владимир Викторович. Спасибо всем членам правительства, Кабинету министров за участие и ответы на вопросы. Уважаемые телезрители, это был первый в истории отчет правительства Республики Саха-Якутия в прямом эфире. Я, Влад Давыдов, с вами прощаюсь. Берегите себя. До свидания.